Hayırlı tüm Башкортостан, Татарстан. Әзгән менә шулай башлыйбыз инде. Бүген шундый установкалар булды монда. Бик удобно. Әзгән эшер куеп торам. Эшләрем бар әле. Потихоньку будем собирать публику. Хәзер удобно будет. Җырлап та җибәрергә можно. Шулай. Сөйләшергә бик җиңел була инде. Шулай. Агач селкенеп торганын карап торырга зеленый бер Әзгәнә сезгә нәрсәкәй үзем ишеткән җырларны куйдым. Әзгәнә ишетик башкорт көйләрен моны куярга инде. Шулай. Ну, кич чыгылды инде, сагат 11 тулам инде. Сездә, наверное, нәрсәкәй уже саат 1 Башкортстанда. Шундый хәл. Менә. Бүген иштәбез Сагидулла бай егетне. Миңа бәлки шоктан ушый, әйбәт җырлый. Шуларга бүген әзгәнә көйләп, көйли торган вакыт әзгәнә була инде. Чөнки әзгәнә үй эшләре бар. Потом әзгәнә новостьларга да үтербез. Әзгәнә кеше җыелгач. Пока шулайрак. А так без Башкортстан өчен һәм Татарстан өчен көрәшәбез. Ишетелсә, музыка что-нибудь җибәрегез, пожалуйста, кем бар. Лайк что-нибудь поставьте, ишетеләме, юкмы? Мин ишетеләме, юкмы вообще? Нормально? Все. Как говорится, бүген по вашим заявкам, салям, по вашим заявкам будет музыка, как говорится. Пут ли капут, согласен. Алга Башкортстан, алга Татарстан. Әзгәнә нәрсәкә иешләрем бар, шуны эшләргә тырыштым инде. 3 сәгать кыланганмын. Шулай. Пей ясарга уйлыйм. Ничектер булса, сразу TikTokка да чыгып булырый. Менә берсендә уже 12 кеше, берсендә 5. Салам бөтенегездә. Шулай гомер үтә, ә без Башкортстан белән Татарстанны никак кулга ала алмыйбыз. Нәрсәкәй урысны куып чыгара алмыйбыз никак. Шулай. Слышно? Рахмат. Вот именно второй не работает, прикинь. Мощный канал мой блоканули, твари. Поэтому сейчас только со второго и с третьего выхожу пока. Шулай. Так, ладно. Сейчас я сообразительно. А так, яңалыклар бик күп. Как обычно, будем читать, как все делают же, какие-то новости начинать читать. Будем читать всякие новости. Ну, чуть-чуть попозже, да, посмотрим. А может и будем сразу читать. Да. Ну, надеюсь, bütün нәрсә слышно, все нормально. Чуть-чуть буду отлучаться, пока этот народ не наберется. Башкортстаннан, Татарстаннан кем бар, языгыз, маякните как-нибудь там. Мин башкорт, мин татар деген Башкортстаннан, Татарстаннан халыкны көтәм. А то больно от нәрсәкә урыслардан күп нәрсәкә ишеттем, что нәрсәгә дия Казакстан кысыла дия. Бу нәрсәкә Башкортстан белән Татарстанга, потому что Казакстан безнең туганнар, без өчен алар көйгә.
шуларга кысыла. Шуның өчен Казакстанга да алга дип әйтәм, урысларга бөтенебез бергә каршы булабыз. Так. Монда безнекеләр бармы, ул юкмы? Теге нәрсәләр утырса, хайваннар утырсалар, аларны әйтегез, мин нәрсәкә яба башлыйм потом. Так. Итак, давайте, короче, будем сөйләшергә теперь. Надеюсь, меня слышно. Будем по новостям пройдемся. И нәрсәкәй. Ва алейкум ассалам. Өзбекстанга. Так. Да, вот этой темой и будет сегодня, иншаллах. Нәрсәкәй. Любовь к своей земле. Каждый, как говорится, должен беспокоиться о своей земле. Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан и так далее. Раньше прохожусь, конечно, как всегда, по мусульманским регионам, а потом уже исходим Бурятия и Якутия и так далее. Главное, бүтін узкий нечестно сүріп шығарайы керек біздің жерлерден бүтінімізге біргелешіп. Как раз таки по этой теме начнем с этого момента сегодняшнего, как Руслан Габбасов әйтеп өтті нәрсәке, что 11 октябрь день Башкортостана какой-то. Черт его знает, что за день Башкортостана, я не могу понять. То у них там день города, то день Башкортостана. И итог, короче говоря, 11 октября, да, по его словам, так понял, что это, наверное, захват, получается, захват Башкортостана, и это как бы и превращение
узкожопыми нас в колонию, и это они хотят как бы, наверное, насчет монумента или что-то там, его знает, короче говоря, больно незнакомый этим я. Как говорится, мен бит инде Башкортстанга бәләкәй шагымда күчтем, я же не знаю историю Башкортостана, кто где когда празднует свои праздники. Вот, поэтому, как говорится, понимаю по его словам, что он говорит, что Башкортостанда, хам Татарстанда в этот день, точнее Башкортостанда, в этот день должны говорить о том, что нас, получается, колонизировали, а ни хера там не праздник. Я примерно так понял это, короче. Если это какой-то там день присоединения или день хер его знает. Короче говоря, если суть это подобие 11 октября, это как 15 октября 1552, как Татарстанда, это если вот это, если оно вот это оба одинаковые дни, то получается, значит, само собой, это захват Иваном Грозным, получается, наших всех территорий, начиная с Татарстана и потом, конечно, и Башкортостан. Почему-то, если оно так, почему-то 11 октября раньше, что ли, Башкортостан был, получается, захвачен этим Иван Грозным, или что, я ни хера не пойму. Короче, что-то день это. Ну, кто историк, пусть напишут, как говорится. Вот так вот. Шундыхаль. Итак, само собой, потом дальше двигаемся. Идет дальше действие, как давление идет. Снова русские националисты задевают татар. Ну, я, как всегда, призывал Башкортостан для Татарстана, чтобы вы отпор давали армянам, отпор давали всем, кто там на вас этот прет, как говорится. Но вы никак не можете понять и идете также воевать за этот русский мир. А тут, получается, Хазар пресс пошел, как говорится, вот по информации, так скажем, которую мне дали из какой-то чертовой этот телеграм-канала. Короче говоря, в Татарстане какой-то вилаят Нижнекамск, свора диких абу-бандитов забивает русского парня, инвалида и его девушку. Ну, получается, Татарстанга, этот, как в тех своих эфирах говорил, четверых, короче, девушек засунули по Хизбут Тахри, а теперь сейчас еще какая-то всякая ересь выходит. Плюс еще только что я увидел новости там, как поймали там 17-летних, короче, 14-летних каких-то детей там ловят Татарстанда тоже так же и пытаются как бы на них повесить что-то непонятное, что, блин. Вот такая фигня, короче, я так и тоже не понял об этом. Но суть все упирается в то, что давление, как говорится, с Москвы идет, а Башкортостан и Татарстан молчит. Молчит и тупо как мал кебек соғышқа кетіп баралар. Это уже не порядок. Шунарға бізге бұл нәрсені мына бізді құлақ салмай тұрған ташбашларға тағын еще раз повторюсь. Сіз дохнете не за то, что нужно дохнуть. Если дохнуть, значит надо за землю дохнуть, уничтожать урысларны полностью. Полностью нужно уничтожать Башкортостан на Татарстанда, чтобы их духу там не было. И русский мир ихний, они пусть нахуй заберут в московские болота нахуй, и оттуда нахуй не высовываются вообще. Примерно так. Вот тут так. ООН, этот пишет, вот этот Ерзя пишет, Мокша, ООН увидели русский фашизм. Что дальше? Чиновники структуры ООН зафиксировали преследование национальных движений в России. Само собой, это давно, это только пытаются они глаза продрать нахуй. Тупорылые нахуй люди, как говорится. Ну, вот так вот. Иван Грозный платил дань Батыхану. Ну, а потом, как говорится, захватил все-таки. Так, aka xolos charchamayapsizmi ishlar bilan? Yaxshi, rahmat. Так. Братья, начинайте очищать свои регионы от христианской нечисти, и да поможет нам Господь. Да, не Господь, а Аллах. Аллах деген, не Господь. Аллах. Так, итак, дальше. Тут, короче,
ну, по всем новостям, то, что мне этот в Телеграме поскидывали, оттуда потихоньку. Итак, дальше, насчет Уфы, да, само собой. Почему храм, а не мечеть? В Уфе началось строительство нового храма. Вот я в тех бывших тоже моментах тоже говорил. Храм святых равно апостольных Кирилла и Мефодея. Храм возводят на улице Комсомольской на месте старого здания, которое за годы эксплуатации пришли в упадок. Вот аңламайм, мына qo'ya shu musulmonlar, которые ko'kragini sug'ib, men musulmon deganlar. Mana men sizga обращаюсь. Ты какой-то Равиль, что ли, вышел, говорил, типа, за усатого какого-то, типа, Равиль, вот этот, Равиль, Коясин, Равиль. Равиль, если когда-нибудь услышишь мой канал, выйди со мной на связь. Телеграм-канал есть, все есть. Вот. И, если вы, мусульмане, пытаетесь что-то действовать, действуйте вместе с нами. Ни в одно ебало, как говорится. Он надо надеюсь, а имя. Если вы нахуй там юрисіз нахуй мәшітке намаз оқисыз туда-сюда и өзіңіз қорқып отырасыз нахуй, значит вы нахуй точно не мусульмане. Вы какие-то нахуй пішмәгән инән бәттәгеләре, блядь. Поэтому, как говорится, мен Башкортстанга еще раз айтам, Башкортстанга, если Бергалин, блядь, нахуй, путин путарми екен, Бергалин, пидорас, блядь. Если он не может, блядь, достучаться, чтобы вот этот Аль-Рахим построили возле входа в Уфу, возле Агидель Кырында, значит, Бергалина алып жүргө керек. Значит, нужно ставить нормально в другого имама. Если не может, блядь, противостоять, нахуй, этому Хабирову. Вот и все. Само собой, блядь, мусульманларына нахуй призываю, блядь, только безнең белән генә сез бара аласыз. Чөнки мин мусульманны һәм демократияны бергә алып барам. Мана только безнең белән генә сез можете что-то делать, а по-другому нихуя. Нихуя. Сез, блядь, нахуй Хизбут Тахри буласың, ИГИЛ буласыңмы, әллә кем буласың, вовчики, блядь, всякие, блядь, ваххабиты, хуейты, блядь, не нужно безгә нахуй. Безгә, блядь, тынычлык кирәк, блядь. Тынычлык ул только урысны сыгып бетергәч кенә. Шунларга мусульманлар монда булса, күтегезне күтәрегез нахуй. Анда кутак кебек утырмастан куркып, блядь. Заебали уже. Потом миңа әйтмәгез, сүгенәсең, сүгенмисең, син нинди мусульман инәң бәтәг. Һәрбер кеше шул савалны үзегә бирсен. Мусульмансыңмы или юксыңмы? Так, идем дальше. Ну, новостей до хрена. Мана, Петербург-то 150 торговцев с рынков принудительно отправили в военкоматы. Короче говоря, до этого я слышал тоже, вот примерно, Айма, юзили киши, это понятно. А упаковывали где? Это именно о том, что, как говорится, как это, блядь, этим приезжим, блядь, unuttum, блядь. Bizni xalqqa Aziyadan kelganga, Uzbek, Tajik, Qirg'izga, вот bütün шундыйларны упаковали там. Явно упаковали нелегалов. Они тех, которые, как говорится, местных. Здесь упаковывали конкретно нелегалов на рынке и так далее. Ну, здесь не знаю, как написано, но я слышал, что это было все наши, получается. И тут пишет, что типа кто гражданство получил, мобилизация, военный учет, блядь, и так далее. Вот примерно такая тематика, блядь. Шунды херня. Так. Так, идем дальше. Так, да, уже вирусные комментарии дохуя начали появляться. Так, идем дальше. Федеральная трасса в Якутии. Боткак, блядь, боткак. Onda asfalt ular g'umrda ko'rmagan. A Yakutiyada ularni asfalt o'rnina, блядь, oltin bilarga tegish, блядь. И narsakay, almas. Они, блядь, нахуй болото, блядь. Мунга хатли. Итак, дальше. Bu narsakay. Murad Nomad degan narsakaydan
закидывал мне как раз Узем вроде бы. Ублюдки, которые не могут на своем языке написать слово православные, пытаются гавкать о каком-то особом статусе. Да, да действительно, живите уже отдельно, наконец, нафиг вы нам нужны. Башқұртстан азат болсын. Нендедір құлақбашылар ике мәшітке Мәскеуде yazganlar, нәрсе yazganlar, блядь? Что-то. Россия для короче, для Россия для православных русских деганlar. Получается, Россия для них, оказывается, получается, значит, башкорт белян татар, как в моем в первом ютубе, где меня этот забанили, получается. Там очень много набрало один видео, короче говоря, одноминутное видео, 184 мың озақы мәрте қараған, 184 мың просмотр болған. И получается, мен онда конкретно заявляю, конкретно мында да айтып қоям публикаға, что, блядь, урысларны нахуй полностью уничтожать только надо. Они, я отвечал там на такой вопрос, что они татарларны и башқұртларны қуалар Мәскеуден. Или вообще Россиядан қуалар, я так и не понял. И в итоге, блядь, біз қоя кетерге тиішбіз. Башқұрт білен татар қоя кетерге тиіш Россиядан, блядь. Если мы Россия ищем до данный момент. Шунарга, значит, если они нас гонят, теперь дальше утрирую. Если они нас гонят, тогда, значит, нахуй, пусть они заткнутся, эти твари, блядь, узкожопые, нахуй. Значит, Башкортостан с Татарстаном будет свободным, как они говорят, Россия для православных. Вот ихняя Россия, это Москва. Внутри это болото, блядь, пусть там и живут. Если украинцы его еще не разъебут полностью, я очень буду рад, если когда-нибудь туда уже прилетит какая-нибудь нормальная бомба, блядь. Так, идем дальше. Новостей хуево туча, это пиздец нахуй. Так, движение сопротивления какое-то. Ошибка номер 5. Ну, почитаем чуть-чуть, так скажем, размышлений чье-то. Для войны Путину больше всего нужны 3 вещи. Деньги, люди и технологии. Именно это нужно было лишить агрессора. Нужно было принять всех олигархов, которые выводят деньги из России. Вместо этого их толкнули в объятия Путина. Нужно было максимально упростить иммиграцию тем, кто желал уехать из России. Это иммиграцию усложнили. Список ошибок можно продолжать очень долго. Трусость и популизм Запада стоят Украине десятки тысяч жизней. Теперь самое главное. Что можно сделать, чтобы помочь Украине победить? Первое. Запад в санкциях важны не количество, а эффективность. Нужно довести до разорения хотя бы десяток компаний и банков, сотрудничающих с Россией. Это отпугнет тысячи других. Нужно опустить цену на нефть, договориться с саудитами, открыть нефтяные запасы, субсидировать добычу сланцевой нефти, провести переговоры со всеми странами, добывающими нефть. Они получат долю России в торговле энергоресурсами. Воевать при цене $40 за баррель Россия не сможет физически. Парализовать теневой нефтяной флот России, обложив его запредельными пошлинами. Дать Украине любое оружие в любых количествах. Ввести войска НАТО на территорию Украины. Украина. Если Украине не хватает своих пилотов, нужно пригласить иностранных боевых. Создать совместное отверточное производство. Изменить банк цели для атак дронами. Вся связь европейской части России с Дальним Востоком висит на 2 тоненьких ниточках железных. КНДР и Китай. Война может закончиться не из-за поражения России на поле боя, но и из-за внутренних проблем. Нужна работа иммигрантам и диаспорам. Местные сепаратисты, Чечня, Ингушетия, каждый мужчина, который уклоняется от армии, это минус 1 солдат. Буду признать за развитие темы. Я развиваю его тему, добавляю 6-й пункт, самый главный, потому что мен родом Узбекистандан и впрягаюсь за узбеков, впрягаюсь за кыргызов и таджиков. В первую очередь, туғанлар, Россиядан шығып кетіп, Европаға келегіз, бүтінігіз Европаға келегіз. Түкірігіз нахуй нәрсекеге. Россияға, Мәскеуге, блядь, деревянный рубля, блядь. Кутақны қойып, зор иттілі кутақны қойып, Узбек, Кыргыз, таджик кутағын қойып, шығып кетегіз, блядь. Ғұрыр битегіз, блядь, пока вас в землю не втоптали до конца. Уже битенде уже чмырят, блядь. Исходя от этого, вам нужно выйти
выйти, связаться со мной или самим как-то хуй его знает, блядь, сделайте визу и едьте сюда, блядь. Если не можете визу сделать, обращайтесь в меня и выходите на связь и конкретно действуйте. Действуйте, блядь, пока есть, как говорится, нәрсекей, күшігіз бар, блядь. Пока қарт түгілсіз, пока яшсіз, келегіз мында, аяққа тұрғыз, іздегіз, выходы, туда-сюда, Америкаға кетегіз, Кореяға кетегіз, Японияға кетегіз, ну, главное, Россияға бармағыз. И самый, это мощнейший пункт из этих 5, это поломать экономику, блядь. Вот сегодня только Милова слушал, это, блядь, Майкла Найка слушал. Сломать нахуй, точнее, уже, блядь, Набиуллина сломалась, скоро ее будут иметь во все щели Набиуллину, блядь. Они уже даже ржут, блядь, что с Тимуром, блядь, нахуй его посадят, этим Тимур, который хуеплет этого Шойгу, блядь, Шнырь Шойгу, блядь. Короче говоря, их всех, короче, ебанут рано или поздно. Ну, нахуй. Короче, самая тема, самый мощный удар это нахуй 5-6 миллионов, или кто-то уже говорил, 10 миллионов узбеков, пару лямов, короче, кыргызов и там пару лямов таджиков, если съедут нахуй с Рашки, это будет полнейший, как Винокуру говорит, коллапс нахуй. Коллапс будет нахуй такой, блядь, что они охуеют. Даже те, которые нахуй уебки русские, которые не хотят, блядь, грязную работу делать, они пойдут работать. Или их затрахают нахуй, или отправят в армию. Короче говоря, если вы выйдете, это будет огромный плюс для Башкортостана, Татарстана и других регионов. Это будет колоссальная помощь, когда вы просто уедете тихо, мирно, просто сами собрались, ради Аллаха я уезжаю. И таким образом, укротив свой нафс, не говоря, что я с голоду умру, туда-сюда, ничего не будет. Аллах Та'алам бүтін жерде рызық бира, харакат етесіз, баракат была. Так что ол рубль білән топтың-мы, топмадың-мы, барыбір, как говорится, далеко не уедешь. И лучше, блядь, отсидеться дома, чай попить деген кебек зеленый, этот плов покушать дома. Но Россияны бушатып қойғыз. Мына шу будет охуенный мужской, блядь, поступок и помощь бізге бүтін регионға. Это будет пиздец, потому что пару месяцев назад уже ныли, этот хуй Татарстана ныл и ездил, блядь, в Узбекистан за людьми, работниками, потому что уже в Татарстане некому нахуй подметать подъезды, блядь. Башкортостанда та же хуйня. Этого гандона почему поймали в Башкортостане, блядь? Асланова, Хуянова какого-то, блядь, хуеплета этого, блядь. Почему его ебанули? Потому что, нахуй, пиздили до хуя, блядь. Асфальт не делают, нахуй, пиздят. Потом коммунальщики, то же самое, он за коммуналку отвечал. Как этот, блядь, блядь, хуй, короче, один, блядь. Осетин, блядь. Потом, может, увижу его тоже, выйдет он. Короче, поняли, инда. Поэтому кровь из нос нужно действовать, туганлар, в таком усмотрении, что есть другие регионы, другие страны, и башка дәүләтләргә дә сез чыга аласыз. Таджикта, Кыргызда, Үзбәктә ач калмыйсыз. Куркмагыз. Потом какой-то Ильдар Дадин, татарский боец сибирского батальона. Вот насчет этого я комментарий не хочу читать. Комментарии за и против. Путинисты и хуинисты там есть. Две компашки, и оба одинаковые пидорасы. Как говорят, хорошие русские, плохие русские. Короче, икisi de, блядь, икisi de пәтәкләр нахуй. Икisi de кутаклар, икisi de. Одан нахуй әйбәт кеше чыкмый, блядь. Добавлю свое. Татарский боец сибирского батальона. Так, насчет сибирского батальона, қарағыз. Ол сибирский батальон никак, сибирский батальон никак не относится біздің Башқұртстан мен Татарстанға. Никак. Теперь, так скажем, блядь. Конкретно открываю смысл этого. В каком смысле? Потому что у сибирский батальонда есть сибиряки, мужики, олар урыслар, или хуй его полупокеры какие-то. Потом, оның ішінде татарлар бар, которые хотят с узкожопыми вместе жить. Это уже 2 косяк. И третье, ондағы татарларға гарантии yok. Потому что олар нахуй хуй поймешь кемлер олар, блядь. Сброд, блядь, из России. Итог. Им похую, Башкортостан для Татарстанга похую. Только есть, тоже я с ними пока общий язык не могу найти, рота башкорт, но там тоже, наверное, блядь, 2 человека, и они пиздец, пиздят, как будто их дохуя, блядь. И татар ротасы юг.
Только есть гондонская рота, Тимир деген, которая, наоборот, против Украины воюет. Их, само собой, безнекелер Башкортостандан дохуя роталар, блядь. Дохуя роталар, блядь, даже. Можно сказать, блядь. Заебали они. Как мухи мрут, блядь. И до этого только говорил, да, сколько там человек ебануло, блядь, Башкортостандан. Ну это пиздец. Итог, короче, этот Ильдар Дадин ульмадама бізге похую. Татар мол, блядь, хуй поймешь. Исімі да хуй поймешь, блядь. Ильдар главный, и фамилиясы Дадин, блядь. Инang бәттәге, что за хуйня? Мен поражаюсь над фамилиями порой иногда, блядь. Короче, нәрсекей. Біздікі ше түгел инде барыбыр, нәрсе болса да. Вот. Погиб татарский боец сибирского батальона Ильдар Дадин. Мен білмеймін. Бәлкім ол теге шукынған татарлардан бұларға может Ильдар Дадин, блядь, Дадин. Блядь, мен гомырда бірінші мәрте мындай фамилия іштім, Дадин, блядь, инең бәттәге. Так. Чувак, короче, роется в мусорке нахуй. Это прикол чисто отправили. Чувак роется в мусорке, главное, но зато у него, блядь, нахуй пуховик, блядь. Я за Путина, блядь. Но зато он, блядь, головой нырнул, блядь, в мусорный ящик, нахуй. Пиздец, блядь. Так, да, вот это. Потом пройдем по комментариям. Там комментарии хуево тучат, туганлар. Так. А, вот, Инязор ирзанского народа Сырес Болиянь. Ну вот, Сырес Болиянь тоже отлично говорит, Лига свободных наций, он отлично говорит. Эрзе, он Мокша, вот из этой категории, которые хотят себе сделать Ингрию, захватить полностью Петербург. Там будет Ингрия, как бы связана с Эстонией и с Финляндией. Вот самое интересное, короче, 60 яшлик бүгін загружал в YouTube, короче, 60 яшлик учительницу башкирского языка Альфинур Рахматуллиной предъявлено обвинение по баймакскому делу. Она с января находится в СИЗО. Ее обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке и применении насилия в отношении представителей власти. Дело готовится к передаче в суд. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Теперь здесь чуть-чуть остановимся, потом дальше зачитаю. Как раз вспомнил, Руслан Габасов тоже в своем маленьком ролике сказал, что там до хрена вот эти фотографии у него там откуда он провел. Получается, ну, наверное, таки Сиксян Кеше, который утырган мужиклар, которые за Алсынова сели, там еще и так далее. И вот она тоже явно уже баймакское дело за Алсынова и так далее. Поэтому, что я хочу этим сказать. Башкортстанга, хам Татарстанга, это тот момент, где нужно уже, блядь, просыпаться. Это тот момент, где нам нужно проснуться и сказать нахуй. Мы башкортлар или татарлар? Мы на своей земле? Или, блядь, над нами кто-то рулит, блядь? Уже время пришло, блядь. Уже, блядь, уже пиздец, пересидели мы уже, блядь. Уже онда, блядь, кукайлар битинде, уже щебеш аталар нахуй скоро. Так. Дальше. Ранее обвинения в организации беспорядков были предъявлены Юлаю Аюпову, Ильясу Байгускарову, Салавату Элькибаеву, Данису Гайсину и Айнуру Хусаинову. Напомню, что после баймакских событий задержано более 80 человек. Дело рассматривается в соседних регионах, все чаще в закрытом режиме. Обвиняем и инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках УК-220, УК РФ до 15 и до 8 лет лишения свободы за организацию участия, соответственно, в применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья, до 8 лет лишения свободы. Протестом предшествовал суд над башкирским активистом, который написал донос ради чмошных хабиров, блядь. Поэтому, бізге нахуй, ликвидировать кого нужно, получается? Через Куландыкский коридор бізге нужно будет собраться, заебенить нахуй Хабирова, потом, блядь, пойти на Москву. Вот наша задача. По дороге, если татары с нами пойдут, башкортлар, блядь, заебенят своего Минниханова нахуй по дороге. Потому что мы все равно, Башкортостан через Татарстан пройдет и выебет всех подряд там. И всех шукунганларны, да, и шукунмаганларны, да, тоже, блядь. Манкуртов тоже нахуй ебашить. Поэтому призываю малайларны собираться, призываю малайларга выходить уже за границу и собираться.
Кстати, сегодня как раз какой-то Кутахбаш мне писал непонятным образом. Пытался что-то, блядь, до меня доебаться в моем телеграме, нахуй. Ну, мы его как бы поняли, засекли, но подозреваем, что он какой-то был ментом, блядь. Поэтому, как говорится, такие фишки на мой адрес не прокатывают. Пошли нахуй. Если кому интересно, нахуй, пишите нахуй по делу, блядь, и, как говорится, не допрашивайте, я что-то получил, не получил, кто я, что я, нахуй. Пиздец, нахуй. Вот эта тематика не прет, не прет. Запомните это, нахуй. Раз и навсегда, нахуй. Своих шавок, нахуй, ментов, нахуй, не надо на меня, нахуй, отправлять, пидорасы. Итог какой? Бүтін башқұрт пен татарға жиылырға керек шет елде и кіреге бастырып Башқұртстан пен Татарстанға бастырып кіреге керек бізге уже. Жетті уже нахуй қорқып отырға. Потом орете мне там, сен бүтінісін, как это, блядь, они говорят. Ну, потом почитаем, вспомним комментарии. Типа провокатор, блядь. Ну, еще одно какое-то слово, не помню уже. Типа меня, оказывается, провоцирую, блядь, всех нахуй на то, что, блядь, типа национально что-то такое, блядь. Ну, короче, хуйню какую-то несут, блядь. Я провоцирую, нахуй. Я, блядь, нахуй, наоборот, нахуй, меня и там, нахуй. Чтобы узкожопые уебали, нахуй, к себе московские болота, нахуй. И заткнулись раз и навсегда, нахуй. И не ходили, нахуй, Башкортостан, Татарстанда, нахуй, со своими русскими узкими маршами, блядь. Так. Это Яшина я не-то прослушал, но тут коротко прочитаем. В Берлине этот опять Яшин Кют, нахуй, опять растекся мыслью по древу, рассуждая, что вот он лично никакого запроса на независимость национальных республик не видит, а раз он не видит, то значит этого нет. Ну и добавил свою выученную страшилку о том, что все народы, как только лишатся покровительства старшего русского брата, то обязательно сразу начнут воевать друг с другом. Вот сейчас, по мнению Яшина, никто не воюет, а потом обязательно будут. Но если его речь прогресс, он уже заговорил, что в его прекрасной России будущего у народа будет право на выход из нее. Хочется сказать спасибо Яшину за оказанную царскую милость, но мы даже спрашивать не будем у кого-то Яшин Кюта, за которого никто не стоит, что нам, башкирам, делать. Омнадығыз конкретно написано. Мұны, конечно, Руслан Габбасов жазған. Само собой, мен келешем мұны білен Руслан Габбасов білен құттағымны қойып қойдым, нахуй. Құттағымны қойдым, нахуй. Общинасына да, Яшин Кутке да, блядь, нахуй. Ол Яшин Кут бізге бір кем түгіл, нахуй. Қойда отырып шықты да, блядь, ітсіккен, блядь, и бізге мысыгерге улимында. Поэтому только так, нахуй, Башкортостан, блядь, Татарстанға күтәрелге керек и полностью объявить, нахуй, свою независимость. А до этого, но, нахуй, мы должны поднять весь народ, блядь, бүтін халықны күтәрәгә тиешбез. Нәрсә булса да, күт кысып, нахуй, қурқып, блядь, утырудан, блядь, іш бітмей мында. Іш да хуя эшләргә керек, блядь. И комментарийлар, как он вот сейчас сказанул, да хрена, вот они как будто одни и те же каналы смотрят, я поражаюсь, блядь, одни и те же, блядь, комментарии мне пишут, блядь, там комментарии я заебался удалять, нахуй, блядь, 1500 комментариев, нахуй, негатива, наверное, блядь. Так. Ну да, до этого я загружал, оказывается. Ну вот, Республика Юрта тоже об этом написала, Альфинур Рахматуллина. Меня удивляет, Фаиль Алсынов, само собой, меня удивляет Башкортостанда, Татарстанда. Сізге еще раз предъявляю. Мына Башкортостан, Республика Юрта деген телеканалға обращаюсь. Если услышите Республика Юрта, иші мында болсағыз. Сіз долбоебларға айтам, мені уже туйдырығыз, заебали конкретно айтам, блядь. Но сіз, блядь, если Башкортостаннан, мына сен өзің башқұртсың, допустим, Башкортостаннан, блядь, вещаешь, или қойдандыр менің кебі кетіп вещаешь, Башкортостаннан, Татарстаннан болсағыз, блядь, шын башқұрт татар тілін білсәгіз, әз болса да шул вақытта әзгіна мәктәп оқыған болсағыз, бәттәгілер, башқұрт тілін, ну, блядь, каналыны башқұрт тілін алып барып болмай ма екен, Құттағама сіз урыс каналында, урыс, блядь, біздің каналларға урыс тілінде алып барасыз, мен аңламайм. Это ладно, мен урысша алып барам, потому что у меня канал для этого вообще не открывался, это, блядь.
Но у вас же канал, блядь, Республика Юртода. Siz урысша язасыз, паттагилар, блядь. Ну, башкирт тилинда yoz, блядь. Qirna, latni, хуй с ним, bizga o'xshagan аңламаганларга qirna yozib qo'y, урысшада. Блядь, как-то сделайте, как-то, блядь, башкирт tilin, как-то сами делайте, блядь. Потом aytalar, bilmeylar boshqirt tilini. Bilmaymiz biz, конечно. Bir kim bilmay boshqirt tilini, блядь. Потом татар tilini da bilmeylar. Потому что татарcha, boshqircha chiqargan kerak. Efirlarimizni, блядь, заебали. Так, дальше. Опять же Республика Юртайнан, батаги. Нефтегазовая промышленность Башкортостана – это яркий пример того, как Москва беспощадно выкачивает наши ресурсы. Республика располагает крупнейшим в России и в Европе топливно-энергетическим комплексом, который во многом определяет темпы социально-экономического развития региона, однако, что остается самой Башкирии. На 1 января 2008 года в республике насчитывало 191 месторождений нефти и газа, из которых 150 нефтяные, а 15 газонефтяные Арсланское и Тузманинское месторождения. Уникальные по запасам более 300 миллионов тонн нефти, на долю которых приходится почти половина всех начальных извлекаемых запасов региона уже истощены на 80%. Ko'rdingiz, nechik bizni regionni imalar, блядь. Biz barmoq so'ramiz, biladlar. Ну shuni, mana shu bizni ota-bolarimiz, блядь, o'lgan, mana shu yerimiz uchun, блядь, o'lgan Salovat Yullayevlar 25 yil, 26 yil turmada o'tirgan. Ну biz shular uchun, блядь, kurashmaymizmi, ha? Tug'onlar, siz вообще ебанутыйsiz, ha? Только o'zingizni o'ylaysiz, biladlar. Qachon qatnasiz shulay ularga o'ylaysiz, qachon qatnasiz shulay signirga o'ylaysiz, блядь, urusdan qo'rqib, блядь. Ну sizni, блядь, kim uyatsin, biz uyatmasak, блядь. Turg'iz taqda, sizda shiq nahoy oqil o'ratib taqda, esa biz to'g'ri kelmasak. Tur, блядь, qo'shil menim bilan nahoy. Mana shulay angamaga chiq nahoy, so'lashik, блядь, tet-a-tet, блядь, narsalar olib borik, блядь, efirlar olib borik birga. Bir-birimizni ko'rsatmasdan da можно olib boraga. A to menga bunda предъявлять etadilar. O'zingni ko'rsat, inang battaga. Qutag'imni tutug'iz naxu. Qutag'imni ko'rsatirga magu, o'shungana onada, блядь. Turgan vaqtimda birar qiz qirinda. Так, пиздец. Oyoq og'ridi, блядь. O'tiring hali. Итак, дальше. Eshitdingizmi? 300 million ton neftni sikkanlar bizdan, блядь. Пиздец, нахуй. Bundan bir pataksa yozgan. Alenka, нахуй. Где твой, нахуй, Иванушка, блядь? Мында сигенма ярымы, блядь? Это только узкожопые алкаши, нахуй. И наших, блядь, манкуртов алкашами. Так что, блядь, водяра, это ваша схема, нахуй, шайтанская. Итак, mana bu toshaqlar, urus toshaqlar 300 million tonna, блядь, neftni sikkanlar bizni Boshqirdistondan. Anglaysizmi, блядь? 300 million ton, блядь, нахуй. 1,5 million boshqirdga, 3-4 million, блядь, tatarga bu inang batagi. Bu bit нахуй, bizga bit pizdes vunuqlarga hatto jitray bu aqshalar нахуй. O'zimizda qolsa, блядь. Так. 3/4 запаса разрабатывается с применением дорогостоящих методов повышения отдачи пластов, но и это не спасает. Уровень добычи падает, прирост запасов не растет. Значит, имя битканlar уже. Получается, нахуй, жир астында пустоты, нахуй, будут, которые будут рано или поздно проваливаться куда-то, нахуй. Но что, если бы Башкортостан мог сам распоряжаться своими богатствами, как Норвегия? О, я сравнил бы, я всегда сравнивал как Норвегию, нахуй. Я 3 года там шатался, блядь. Так, эта страна не только успешно экспортирует нефть, но и превратила свои ресурсы в источник благосостояния для граждан. Вот меня aytganman metinda. Bu как раз шуны ayta hozir bu. Норвегия создала глобальный государственный пенсионный фонд, который ежегодно поступает гигантские доходы от продажи нефти и газа. В 2022 году Норвегия заработала рекордные 1,3 триллиона норвежских крон, около 120 миллиардов долларов, только за счет налогов, дивидендов и прямого государственного участия в нефтегазовом секторе. Эти средства направляются на поддержание экономики и обеспечение будущего поколения благодаря грамотной политике и инвестициям. Фонд уже превратился в крупнейший в мире с активами более 12 триллионов норвежских крон, около 1,3 триллиона долларов. Сюда добавлю, как всегда я говорил, Норвегия да 5 миллион
5 миллион киши яши, из этих, блядь, наверное, прикалывались мы всегда, блядь, 2 миллиона это норвежцев, 3 миллиона это беженцев. Ну, хуй с ним, 5 миллионов живут, и этот 5 миллионов акшасы, блядь, кто-то приперся. Короче, что 5 миллион акшасы по нефти и по древесине, которая у них есть, блядь, и по рыбе, все это богатство находится, оказывается, в швейцарском банке у них, да, ведь? И вот эта хуйня, оказывается, им, блядь, до конца жизни этим 5 миллионам хватит, оказывается, если распределить эти деньги. Представляете, до конца жизни каждого. И они не обанкротятся. Представляете, какие нахуй, так скажем, имущества они имеют на эти 5 миллионов. А Башкортостан? Ёб твою мать, без Башкортостана, блядь, мы будем нахуй, наверное, вместе все, блядь, 28 стран взяты нахуй, блядь, богатство у нас будет такое нахуй, как в Европе, блядь. А весь Татарстан, блядь, брига вообще пиздец будет, блядь. Пиздец, блядь. Так что, блядь, нам, блядь, нахуй, мы будем кормить других, если на то пойдет, блядь, нахуй. Бізге главное шуны тартып алырга керек, урыс кутакны кулынан, блядь. Башкортостан мог бы следовать этому примеру, инвестируя в устойчивое развитие образования и здравоохранения, а не кормить московских олигархов. Норвегия направляет нефть на благо своих граждан, а не истощает свои ресурсы ради имперских амбиций. Башкортостан лишен возможности полноценно распоряжаться своими ресурсами. Все богатство уходит в Москву, а республика остается с проблемой истощенных недр и колоссальными экологическими последствиями. Мана, көрдіңіз, блядь? Мана, айтып тұр, блядь, шулардан соң как можно, блядь, вот это просто нахуй, блядь, игнорировать, а? Ну, блядь, до такой степени, блядь, минненно тупой был. Магазинда нахуй. Мен өзімді тупой десем, сіз минненно тупойсыз міне, блядь. Или все-таки нахуй күтігізді дух yok mu, блядь? Именно күтігізді дух yok mu екен, а? В чем проблема, блядь, нахуй? Как меня yazarlar? Гульшатай, покажи личико. Ну, покажите Башкортостаннан, Татарстаннан свои амбиции, блядь, против Путина, блядь. В конце концов. Потом этот долбоеб какой-то, позор, блядь, Уфы, блядь. Какой-то уфимец, Куттакбаш, Руслан Каримов, основатель Квадроберов. Куттакбаш, я его видео увидел, я охуел, блядь. Видео снято в 22 году, собрало 30 миллионов просмотров. Этот долбоеб, как зверь нахуй, бегал, дурт, ике кулында, ике аяғында, блядь. Куттакбаш инде, блядь, какой-то, блядь. Ебанутый нахуй. Он пошла на психушкаға кертергә керек, наверное, блядь. Кеше күлдереп йөри, блядь. Эшегез беткән инде, блядь, нахуй. Так, bu pataksani fotosini tiqqanlar. O'tiraman da, блядь, Xabirov o'zini arman xotini bilan, yani sigin bilan, ikkisi nahvoy, Kashilda, блядь. Onu endi bunda не прокомментируешь, но я его прокомментировал endi. Bunda Qutlaqboshlar kayfovat etib yuri. А Boshqirdistonda, Tataristonda, блядь, pensionerlar nahvoy kambag'al. Так. Вот. Западные дипломаты и все большее число украинских политиков соглашаются, что война России против Украины может завершиться на основе компромисса. Мына шундай халларда уже ишетелә, блядь, компромисс. Но порой даже иногда мин да шунарга ышанып китәм, потому что бу теге невъебенный мусульманларга әйтәм. Невъебенный теге. Мин мусульман дип киреп, блядь, нахуй йөгереп йөргәнләргә. Мына сезгә күзегезне, блядь, ача нахуй. Если шулай компромисста бета торган булсак, вдруг, әйме? Башкортстан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан авызыбызны ачып калабыз. Понимаете? Сез, блядь, ышанмагыз нахуй славянларга нахуй. Имансызларга, блядь. Иманы юк, блядь, шукынганларга ким ышана? 100 әйттем, блядь. Рафис Кашапов долбоёб нахуй, Турция ышана. Bular, блядь, Украинаga ышана. Вы определитесь, нам бәтәгеләре, блядь. Халыкка ышанырга кирәк, халыкны бастырырга кирәк, блядь. Они, блядь, әллә кем чужой странецларга ышанырга, блядь. Алар белән только можно какие-то действия делать, блядь. Действия. Но, блядь, ышану действиясы алар белән не прокатывает. Безгә только үзебезне халыкны бастырырга кирәк. Сигенеп, куркып утырмастан. Так, дальше.
Вот еще, который за критику русской общины в Краснодарском крае судят 22-летнего Бориса Гнеева после принятия ислама. Мына шул малайны күп күрәйем мен кайдадыр. Не понимал инде. Мен биктеге урыслар мусульман булганына мен биктеге мен білмеймін. Шотландмын да, теге карамыйм инде толком. Блять, похую, блять. Короче говоря, мына шул малайны да уже тыкканлар. Күрәсезме? Күрәсезме? Это вам не говорит о том, что, блядь, именно давление бара мусульманларга. Зачистка мусульманларна, башкортларна, татарларна, как в тот день я говорил, не говорил, как, или, блядь, я еще интервью не вел, это, стрим не делал, как двое дагестанцев упаковывают башкорта. Я же выводил видео вроде бы. Кургансыздар бит инде. Представляете, да? Пакетка, блядь, пакетка тыгалар башкортна, блядь. 50 на 50 пакет, блядь. Он-да, блядь, ужас, блядь. Я же говорил вроде, полчерепа нету, блядь, там, ноги нету, там, одни кости под штанами, блядь. Охуел, мен. Кусосым килип кетти, блядь. Так. Мында опять слова этого Габбасова. Ради Хабиров сидит у власти, потому что он поставляет пушечное мясо для войны. Башкортостан дал наибольшее количество военных. А Нарсага, мен бүгін какой-то выводил одно видос куда-то. Кто-то пишет, блядь, коммент где-то я вырвал, блядь. Зарплата 30 мың, 45 мың, блядь. 30 мың, 45 мың. Конечно, 200 мыңға пара Башкортостаннан халық, блядь, ақша үшін. Возвращаясь назад к тем пенсионным моментам и нефти, мен айтам, қушып айтып қоям. Бізде Башкортостанда пенсия не меньше 1000 евро болырға тиіш, не меньше. Потому что мында, как всегда напоминаю, Франции, да, 900 чем-то деганы бір ингуш. Грубо говоря, 1000 евро сейчас уже, наверное. 1000 евро в месяц. Вашими деревянами это 100 000 рублей. Может, курс 102 сегодня, хз. Короче, не меньше 100 мың. А айлықлар 200-ден кем болмасқа тиіш. Грубо говоря, 2000 евродан кем болмасқа тиіш. 3000 да болырға может. Чтобы халық рахатланып яшасын. И мы можем это позволить, если мы возьмем власть в руки. Так, дальше. Башкортостан догоняет Калмыкию. Уфа вошла в число лидеров РФ по степени изношенности сетей водоснабжения. В Элисе этот показатель составляет 90%, а в Уфе уже 80%. И только увеличивается. Мана. До этого сізге айтқан МТГ, которого взяли, блядь, арестовали, хуеплета, блядь, по подъездам, блядь, по дорогам, блядь, долбоебов, коммунальщиков. Ну вот, отмывание денег, им похую, что, блядь, творится, нахуй, в коммуналке, блядь, дороги, блядь, а оларда асфальт юк, нахуй, оларга похуй. Зинданда утыралар бізнің, блядь, халық, блядь, тоже похуй халыққа, блядь. Только зиндандағыларға спасениесі бізгіне. Біз көтеріліп кірсек, шунда ғана біз бүтін зинданны ашабыз, бүтін түрмелерін ашабыз. Шунда ғана. Шунын үшін халықтан шығырға тиіш, блядь, қорқмай тұрған егетлер, конца концов, блядь. Вот так. Шо, коротко прочитал я это. Нахуй там мусолиться дальше не хочу. Короче, даже су, блядь, проблема. Пиздец, блядь. Какой-то опять разговор прочитаем от Габбасова. Очень интересная дискуссия сейчас была в форуме «Свободной России». Обсуждали занятую силами ВСУ территорию Курской области РФ. Майк Фейгин высказал такую мысль, что самое правильное, что можно было бы сделать с этой территории, это собраться всей российской оппозиции за рубежом и организовать какое-нибудь правительство Курской республики, освобожденной от путинского диктаторского режима. И тут от руководства форума начались отмазки. Да мы же признанные террористы. Это не так просто. Есть куча проблем для реализации этого плана и т.д. Налицо политическая импотенция. Для того, чтобы это реализовать, надо сделать волевое решение, чего у организаторов нет, хотя есть ресурсы, люди и компетенция. Теперь добавлю свою. 100 мәртә мен айтам, 100 мәртә айттым, блядь.
Bizga kerak investorlar, bizga kerak shunday oqshali boshqirdlar, totarlar, которые Boshqirdiston bilan Tataristonni qo'lga olib olirga bizga ozgina yordam beradi. U narsa uchun, qurol uchun, xalqni jiyir uchun. Ambuндирование butunay bir o'ratirga, tuda-suda biladi. Avtomat заряжать etirgada men уже unutganman. Men uni qaydan bilan biladi. Mana shunday ayverlar просто biladi. Даже обычный ayverlarni biz ishlay bilmaymiz. Shu narsalarni o'ranirga, shu ayverlarga hazırlanirga bizga kerak investorlar. Или продвигатели какого-нибудь инвестиционного проекта, который будет нам рожать бабки. Из этих бабок мы будем как-то нахуй оборудоваться, как говорится, құрал ярал нәрселер алабыз енді теге сугышка әзерләнәбез, грубо говоря. Onun үшін bizga kerak ярдәм любой яктан. Донат, панатка ышанырга түгел, түркләргә ышанырга түгел нахуй. Башкаларга ышанырга түгел, Украинага ышанырга түгел нахуй. Әтәк-сәтәкләргә ышанырга түгел беләт. Только үзебез халыктан чыккан байлар, үзебез 1 сум, 2 сум җыеп, менә шундый булырга тиешбез. Onun өчен беләт, кушылыгыз беләт, җыйлык беләт eng бәттәгеләрен. Надоели уже беләт. Куркып ятмастан. Так, дальше от себя он добавляет, что если бы на территории Республики Башкортостан была бы освобождена территория размером с Кугарчинский район, Комитет Башкирского национального движения за рубежом давно бы уже выехал на родину и объявил бы о создании независимого Башкортостана, а дальше пошла бы цепная реакция. Ну, это тоже как бы мечты, так скажем, это, как говорится, безге район керекмей. Кугарчинский район, независимость, тырым-пырым, yo'q. Bizga biz kirgach, butun Boshqirdiston bilan Tataristonni olirga. Rayon-payon itib o'tirga tugul. Men buning bilan 100% kelishmayman. Durust yo'l. Но возвращаясь назад, aytam, bizga qurol yarog' kerak. Bizga xalq kerak. Mana shularga kira turgan, qo'rqmay turgan, o'lsa-da Allohning yo'lida o'la turgan. Mana shunday xalq kerak bizga. Они, блядь, сыкуны, которые нахуй мочатся под себя и идут голосовать за Путина. Так. Ну, как обычно, на Кутакбашина, 13-й Егор Гузенко задержан в РФ. Ну, все видели, наверное, долбоеба поймали. Сейчас, само собой, нахуй. Жуныгаль. Как Путин и Бастрыкин сделали из мигрантов врагов России? Само собой, началось это таджиков, потом в тюрьме узбеки, потом, блядь, где-нибудь еще кыргызов сейчас приплетут еще. Итог, приплели битинда, троих, блядь, тоже ебанули. Короче, всем попало под раздачу. Кыргызларга да, узбекларга да по чуть-чуть и таджикларга. И самое главное, сегодня я загружал видос, как раз вспомнил, что там говорится, это интервью, да? Кстати, интервью дает Озатлык радиосына Узбекке дает Озатлык радиосына бір урыс. Получается, Таджикистан эзгена начал вякать против Русни потихой. Ну, они и раньше вякали, когда Равшан Джамшутов прикалывали, тогда таджики тоже возмущались. У них это есть, нормально, альхамдулилля. А вот узбекларга и кыргызларга похую екен үзінің халқына. Похую мороз, блядь. Узбек bilan кыргызга правительство кутак қойған. И нәрсеге мен боштанық сізге айттым, когда я начинал свои эфиры, почему я пиздел про Узбекистан, они потом на меня возникали. Мен бошымнан айттым. Каримовны yolunda кетияпты Мирзияев дедім. Түрмеден шыққан Қырғызның ям президенті тішіп қойды нахуй. Қырғызларның президенті ям нахуй тычқақ болды нахуй. Түрмеде отырған гандон болды. Оны нахуй с тюрьмы вытаскивали, пидораза, неблагодарного. Күтене сігіп, обратно түрмеге тығырға оны. А Мирзияевны полностью нахуй башын алып ташларға нахуй Мирзияевны. Икесін юғалтырға нахуй. Мына шында ғана азат Узбекистан, азат Кыргызстан была. Таджикстанны, само собой, Аймали Рахмонны ям юғалтыш керек нахуй. Казахстанға кіргенде, Казахстандағылар там и разберутся своим президентом. Я верю в них. А мына Узбек, Кыргыз, Таджикка доверия юк. Дальше идем. 8 сентября МВД России объявила в розыск бывшего пьячика главы Башкортостана Ростислава Мурзагулова. Ростика, блядь, этого. Сука, исемі Ростислав патаги, өзі башқұрт, блядь. Ёп, твою мать, мен аңламайым, инең сігімлер, башқұртлар. Сіз қойдан бұл исемлерді табасыз, блядь. Кімні сігесіз, исемлері әллән енді. Однако,
Несмотря, ладно, хотя бы, блядь, был Сайнда, Руслан был Сайнда, хуй с ним, но расти, слава, слава, расти, слава, блядь, расти, явно урос из себя, блядь. Однако, несмотря на это, он продолжает активно выступать с критикой руководства республики. В своем новом заявлении Мурзагул прокомментировал то, как Ради Хабиров выполняет мобилизационные планы, подчеркивая, это, что глава региона делает это, чтобы выслужиться перед Владимиром Путиным. Остановимся здесь. Теперь добавим здесь про Манкуртов. Мурзагулов bizga bir kim tugul. Anglab qo'ying'iz. Murzakulov kabi kishilar bilan biz bormaymiz Boshqirdistonni yengib olirga. Но, то, что он сыканул и съебался, работая нахуй, пиарщиком нахуй Хабирова, Путина или еще кого там он работал, хз, блядь. В итоге он, можно, да, так сказать, блядь, можно было бы сказать, что он с манкуртства съехал и пошел по правильному пути. Нихуя. Нихуя. Bizga онды кутак башлар киряк тугель. Потому что, напомню, его стрим с Габбасовым показал о себе, о нем, какой он гандон. Он топит про какие-то нахуй ЛГБТшные нахуй, плюс еще ебанутые какие-то действия, плюс у него еще в мозгу бала юри, блядь. Вроде миннан да оло, блядь, таш баш, блядь, нахуй. Поэтому bizga онды нахуй киши рульда, не дай Аллах. Онды Аллах сакласын, онды куттак башлар bizga kerakmi нахуй. Притом исеме Ростислав инан батаги. Оны башта нахуй исламга киртирге керек, куттак башна. Моргенштейн кебек гандон, блядь. Одной малины поле ягоды, блядь, ташагаста. Короче говоря, bizga ондыйлар кереги yo'q. Biz olar bilan g'ururlanarga tegish tugilmiz. Bizga g'ururlana turgan kishilar Салават Юлаев и boshqalar. Все. Дальше. То, что он пиздит. По словам Мурзагулова, Хабир стремится продемонстрировать свою лояльность, показывая высокий показатель мобилизации. Мнашулук Сюздарны Узинада Утказерга можно. Он тоже пытается сейчас отбелиться, как сейчас говорят, блядь, перед нами. Но нам нахуй не нужны такие люди. Нам нужны те, которые конкретно иманлы, конкретно намаздалар, или хотя бы, что олар біләләр Аллах Таалам кемлен. Потом Башкортстан, Татарстанга көрәшә торган безгә кеше кирәк. Безгә монандай атак-сатак патаклар кирәге юк. Однако это достигается за счет значительного числа участников СВО из Башкирии. Ну, понятно, понятно. Ничего сенсационного ничего не говорит. Когда людей начинает в что-то, когда он уже вляпался где-то, потом начинает отдуваться, уже как-то невкусно, понимаете, блядь? Это уже не идет, нахуй. Такие, эшеген, нахуй, котык кебек, нахуй, эшеген, эйрен кебек, блядь, білмеймін, блядь. Мына шундыйрак бала енді, аңладыңыз енді. Короче, туры келмей, блядь, инен бәттәге. Безгә бұндай кішілер туры келмей. Мен бит енді постоянно доебываться там Руслан Габбасовға тоже. Руслан Габбасовны тоже, әлі, блядь, 100 иләктен үткәзергә кирәк. Әлі хуй поймешь, ул нинди, блядь, инен бәттәге, кем ул, блядь. Әлі оны білмейбіз әлі. Чем он пытается дышать. В публике они одно говорят, а потом как они будут действовать. Поэтому мы должны конкретно сосредотачиваться только халықтан шыққан халықларға. Халыққа теге нәрсе десем была, ихтибарын күрсәткән. Мына шундый кешеләр кирәк. Не как, блядь, Алсынов, долбоёб, который за гору топит, а именно его же противоположность, но как бы, да, ведь, но только который за народ топит, не за гору, блядь, сраную. Единственный раз, так, дальше опять шутку Габбасов. Единственный, так, Габбасов, да дохуя келген. Так, единственный раз согласен с ублюдскими админами канала Техас Хабирова, что Муртаза Рахимов действительно даже и не думал о независимости Башкортостана, что привело сегодняшний башкирский народ в то скотское состояние, в каком он находится. А те, кто думал о независимости, тех давил. И то, что он сразу подписал этот проклятый договор, тоже всем нам урок на будущее. Это большая стратегическая ошибка Рахимова, которая всем нам сегодня аукается. Но надо отметить, что Муртаза Рахимов так и не поддержал войну против Украины. Да не выступил против, но и не поддержал. Хотя я знаю, что его просили об этом. Все просьбы он проигнорировал, а вот его племянница Рауфа Рахимова поддержала и спонсировала эту оккупационную войну. Это факт. Да, про Рауфу тоже в тот раз он что-то говорил. Может, сейчас до нее тоже дойдем. Короче говоря,
Рәүфәгә дә ышаныч юк. Мына шул ук Мурзагулов инде. Рәүфә дә Мурзагулов 2, блядь. Только новоиспеченный. Поэтому Рәүфәсенә дә, Рахимовка да нахуй, грубо говоря, ышаныч юк. Ну, Муртаза Рахимов барыбер халык өчен нәрсәдер эшләде инде. Ул мы должны помнить. Но кесәсе өчен үлгән кеше без өчен ул кеше түгел. Вот и все. Акча өчен үлгән, акчага сатылган кутакбашлар без өчен ул халык теге Салават Юлаев түгел инде. Давайте вот так будем сравнивать. Короче говоря, Салават Юлаевны тырнагына да нахуй туры килми торган кишеләр. Все. Дальше идем. Амбу Чечни потребовал запретить деятельность русской общины из-за разжигания межнациональной розни. А я, кстати, мимо надо бы ишеттем, и прочитаем про него. Уполномоченный Мансур Салтаев сообщал, что ему поступает жалоба на деятельность русских нацистов, обвинил их в содействии Западу, а также назвал вариантом ЦИПЦО. Мне скинули ролик, непонятно какие люди в масках остановили людей, молодежь и требуют документы. Блокировали транспорт, заставляется русской общине. Вопрос к этим людям. Вы что творите? Вы разжигаете межнациональную рознь. Возмутился он. Как именно Запад смог создать в тоталитарной почти закрытой РФ столь масштабной организации? Почему во всех регионах ей содействуют все силовики от ФСБ до рядовых полицейских? Салтаев не потрудился разъяснить, как и то, почему он не замечал эту организацию ранее, заметил лишь когда она начала высказывать против кадыровцев. Теперь тут вопрос возникает, тоже момент. Кадыровцы, не суть дела, а именно, манда, суть, знаете что? Он говорит, блядь, как будто бы от третьего лица, типа, блядь, Уруслар виноват түгел, но виноват кто-то на Западе, блядь, создал эту, блядь, узкожопую общину. Кому она нахуй нужна, блядь? Объясните меня, блядь, нахуй. На Западе. Здесь узкожопых ненавидят, нахуй. Украинцы в первую очередь ненавидят узкожопых. Кому нахуй в Рашке, блядь, пришло бы в голову на Западе, блядь, создать, блядь, этот Салтаев тоже хуйню несет, блядь. Мансур, блядь, ёб твою мать. Кутак сяйни, короче говоря, адя от себя, блядь, типа статью, чтобы не нарваться на Путина и чтобы его тоже не загребли. Вот и все, нахуй. Поэтому, нахуй, таким ебанутым высказыванием верить не нужно. Я вам разъяснил с 4-го лица, блядь, нахуй. Если он пиздит с 3-го, я вам понятку дал с 4-го, так скажем, этажа, блядь. Потому что такую хуйню, нахуй, пусть он и своим лохам каким-нибудь там кадыровцам втирает, блядь. Мы не лохи, блядь. Так, дальше. Какое-то фото, пиздец тут. Сука, путиноиды, нахуй, хуево туча. При Путине террористы, экстремисты, иноагенты – это, скорее всего, порядочные люди, а герои России, народные артисты, лауреаты премии, почетные граждане, то, что конченные мрази. Ну, это такой сарказм. Так, идем дальше. Так, Соловиный помет пишет. Еще один плюсик. Во Владимире герой СВО пришел к школьникам рассказать, что убийство на войне в Украине не считается. Мана. Қоя, мында башқұртлар, татарлар, мәктәп бездә бар, мәктәбебез бар дигәнләргә. Мана, мәктәпкә баралар, мәктәптә укыйлар дигән балаларыгызга. Мана, уже учитель килгән, сезгә бит мен уже, блядь, ничә айдан бирле әйтәм буны. Мана, учитель уже килгән Владимирга и әйтә, что на войне в Украине не считается это убийство, оказывается. Это ласкательно-уменьшительная отмазка, блядь. Вопрос задал один из школьников, который поинтересовался, как представить новой элиты себя чувствовал после первого убийства, как представитель. Оказалось, что это еще один плюсик, и вообще это не убийство, а война. Полное разложение и дебилизация подрастающего поколения. Понимаете? Получается, балаларга какую-то хуйню, какой-то пидорас, который, блядь, воевал, приходит и будет рассказывать. Плюс еще он может тюремщик, маньяк и педофил, блядь, какой-нибудь.
Rahat dunyoda yashaysiz, ham Boshqirdiston va Tatariston. Но зато siz islomdan uzoqsiz, зато siz, блядь, не признаете мусульманlarni, хиджабы, начинаете орать, закутанные монашки, ляким начинается. А sizni зато mana shulay, блядь, sizni военныйлар kelib, manьяклар, bolalarıngizni apita, ko'tlaridan tuta, siga boshlaysiz ko'ra, do'nqaytirib, tualet, shkol tualetida. Rahat dunyoda yashaysiz, aymi, блядь? Дальше идем. Так, опять этот Габасов. Ул теге нәрсәкә инде, историк бит инде. Историк булгач инде мактана бит инде. Укыйбыз инде аны сүзен. Әзгенә миннән улырак бит инде. Хөрмәт итик инде. Так, нельзя оставаться вместе с Россией. От русских и либералов и сторонников власти порой можно услышать мнение, что независимость Башкортостана это якобы невыгодно, так как есть такая-то или такая-то причина. Ну вот такие комментарии, Ларга. Сейчас мы дойдем до этих комментариев. Вот прям как будто он прочитал мои комментарии. В сущности, даже не важно, что конкретно озвучить из причин. Главное в том, чтобы доказать башкирскому национальному движению и башкирам в первую очередь, что независимость не принесет экономическое процветание, а башкиры якобы начнут, не башкиры, а башкиртлар, чтобы начнут работать в России, так как сам Башкортостан превратился в очередную республику Центральной Азии. Это мнение обычно ничем не подкреплено, а базируется исключительно на собственных взглядах русских, которые не желают соглашаться с идеей независимости и самостоятельности Башкортостана. По сути, свои это люди говорят башкиртам, что наш союз с Россией это благо, это процветание и стабильность, а независимость это деградация осталась и нищета. Наша же позиция совершенно иная. Мы считаем, что независимость это в первую очередь ответственность за собственную политику, за собственные финансы и ресурсы. В этих условиях мы способны создать благоприятный и процветающий Башкортостан. А банальный, с которым мы сейчас обладаем, это зависимость и раболепие перед Россией. В ожидании подачек собственных денег, и так мы, безусловно, можем создать процветающий и развитый Башкортостан. Если вы вспомните историю Башкортостана в 90-е, 2000-е, то разительно отличие республики от соседних русских областей было впечатляющим. Даже в условиях постсоветского режима, где в руководстве находились вчерашние партийцы, такие как Рахимов, которые не брезговали коррупции и местами не понимали, что к чему, даже в этих условиях Башкортостан отличался от России. Мы были богаче, развитее и успешнее, потому что у нас было большое финансовые возможности и больше независимости от России. Если в России что-то приняли, согласовали, то Башкортостан мог стать в позу и сказать, что он не согласен. Мы меньше отдавали денег русским, за счет чего и могли вкладывать больше в свою страну. Поэтому люди наши жили богаче, экономика была лучше, инфраструктура и социальное развитие тоже лучше. Опять-таки мы это добились за счет своей автономности от России. В это время Челябинск и Ростовская области были на порядок беднее, а Татарстан, который более автономный, а его элита более умная, был еще богаче. Вот теперь представим, что этот период демократизма и относительной свободы вернулся. Вопрос, нам он нужен? Представим Россию как государство, где соблюдается право автономии и не собирает у них последние деньги. Тухтали мында дохуя сулил. Сейчас дочитаем, передохну. И добавлю. Кстати, я помню эти моменты, вспоминая үземне бәләкәй чакларымны кушып әйтеп куям. Боз дигән әйберне беләсез бит инде. Пөгәрә, боз бит инде, бездә бит инде. Ну, это кто не понимает, скажу. Подвал, типа, в доме, погреб, короче, погреб. Исемдә бар, в погребе очень было холодно, как обычно, да, как холодильник бит инде. А в чулане, короче, веранда до чуланда, туңа бит инде, кыш бит инде. И получается, наверное, я не знаю, как... наверное, в железных кастрюлях, наверное, ну, или каких-то кастрюлях, всяко уж погреб-то были мыши, тышканлар бар бит инде, да. И получается, минем нәнәм, бездә зульмие улайбер, но в то время прям я чувствовал это, что могли реально хорошо жить, наверное. И у нас всегда были огромные такие апельсины. Апельсины. Вот я вспоминаю свое детство. Biz бит инде Узбекистаннан кайткан бит инде. Ашлы-туклы заманында бит инде кайтылган. И я вспоминаю, что бездә апельсин это, блядь, не была роскошью, блядь, нахуй. А, блядь, дохуя апельсинов было у нас, блядь. Ну, это мое детство.
И добавляя к этому Руслану Габбасову, я согласен с этим, что вот эти года до Путина, блядь, нахуй, жизнь была Башкортостана охуительная, оказывается. Вот поэтому, наверное, мне запомнился Башкортостан, что он был все-таки какой-то, он был другой, блядь. И потом Мин армиядан қайтқаш, я понял, что Башкортостан пиздец, нахуй, обнищал, блядь. Когда я начал сам уже зарабатывать, я понял, что, блядь, зарплаты, блядь, в Башкортостане это жопа с ушами, нахуй. Когда Башкортостанда, блядь, в день, короче, нет, какой нахуй день? В пятерочке, нахуй, Башкортостанда в то время платили, блядь, 2006 год, блядь, помню, нахуй, от 5, блядь, до 10 тысяч рублей от силы, блядь. 5 тысяч рублей, блядь. А когда в Москве уже платили в это время, нахуй, от 15 тысяч до 25, там, 30 тысяч рублей. И курс, я вам скажу, курс прям охуенный. Я помню, я торгаш, блядь, 2006 год, курс был, блядь, между 26 до 30 долларов за рубль. Это получается 3000 рублей, это было 100 долларов. Вот это реально я помню, потому что всегда мои соседи узбеки, всегда в Узбекистан отправляли доллары, и они постоянно просили поменять, там что-то просили, я им что-то менял, что-то делал. И вот что запомнилось мне, да, и получается курс был, блядь, в 2006 году 30, нахуй. Это пиздец, нахуй. Блядь, пиздец там, блядь, Башкортостанда произошел, да, так скажем, нищета, блядь. И поэтому Бетон Башкортостан уехал на север, потому что невыносимо было уже зарабатывать, нищебродство. Дальше идем. У нас и не забирают у них последние деньги. Так, и у нас появились снова деньги, мы их вкладываем, экономика растет и развивается, люди богатеют, и что мы получаем? Мы успешная автономия России, которая вроде как и не нуждается в чем-то, но для Башкортостана это не будет благом, и вот почему. Видя это, что Башкортостан богаче условно Челябинской или Оренбургской областей, сюда начнут перебираться русские. В Татарстан уже перебираются, если русские станут преобладать в Башкортостане или Татарстане, то это уже не будет Башкортостан или Татарстан, это будет просто области. Зачем нам это нужно? Мы из-за этого потеряем свой субъективный статус и будем рядовой областью. Если у нас будет одно гражданство с русскими, то и права у них будут такие же. Теперь спрашивается, а нам вообще нужна Россия? Те, кто думает, что нужна, подумайте еще раз. Россия нам ничего не можем. Россия нам ничего не может предложить. Вот абсолютно. Мы самодостаточное государство, которое самодостаточное, которое имеет значительные природные и человеческие ресурсы, промышленную базу. То есть мы можем обеспечить сами себя, можем быть богатыми. Что нам может предложить Россия? Русский паспорт, возможность побывать на знаменитой Курской косе или посмотреть болото Рязанщины, не получая визу. Добавлю теперь свою тут тему. Башкортостан мен Татарстанға еще раз предъявляю конкретно біздің халыққа айтам. Мына, допустим, қазір Ресейде біз болмасақ, әйме, бұл соғыс бізге хую было бы. Бұл соғысқа біз не подействовали, не содействовали бы. И получается, вы спокойно могли бы, Башкортостан халқы, Татарстан халқы, спокойно вы могли бы ездить во Францию, там, в Париж, блядь, в Англию, там, в Америку и так далее. Вы сейчас сами просто не можете. Потому что вам визовый контроль, никто ничего вам хуй что дадут, нахуй. Все, блядь, посольства закрыты. Ну, не тяжело инда. А если этих узкожопых не было бы, мы были бы сами, блядь. У нас был бы башкир-татар паспорта, отдельно Башкортостанныка, отдельно Татарстанныка, зеленые паспорта. Они, блядь, красные, сука, блядь, коммунистические, ебаные, бордовые паспорта. У нас должен быть мусульман, зеленые. А паспорт, мусульман цвета Балагатыш. Зеленые паспорта у нас должны быть, допустим, как в Узбекистане. Примерно. Вот, примерно шулай. Загранпаспортта и внутренним паспорта икisi de зеленый болырға тиіш. Шәпәті біздің герблар болырға тиіш. Башқұртстан республикасы латиницада жазылырға тиіш. Татарстан республикасы латиницада жазылырға тиіш. Мына шундай паспорт. Ішінде болырға тиіш там Ишмет Ташмат улы, Ишмет Ташмат қызы дейірге тиіш. Они ов, не ав, вич, куч, хуюч. Вот этого не должно быть без окончаний, блядь. И біздің тілде жазылырға тиіш бүтін әйбір. И қойдадыр иностранный тілде жазылырға тиіш. Допустим, французский тілінде, инглиз тілінде. Разницы нет, любой бір тілде.
Можно еще пару тілдер жазып қоюға можно. Инглиз тілін қоюға можно, немец тілін қоюға можно, башқұрт тілін, татар тілін қоюға можно. И еще какой-нибудь там китайский тілін қойып қоюға можно. Допустим, я говорю, чтобы несколько вкладышей наших паспортов были. Вообще, чтобы мы отличались ото всех, блядь, нахуй. И могли ездить хоть куда, нахуй. Понимаете? Можем согласие сделать с Францией, с Германией, с Норвегией, хоть с кем, чтобы у нас без визы было. Можем до этого дойти. И им без визы, и нам без визы. Рахатнана бьяшибез, блядь. А нам это надо? Так, может лучше иметь свое государство, рассчитывать самих на себя и выстраивать отношения с Европой и Америкой, не ожидая, что русские снова сбрендят и начнут строить очередей фашизм. Зачем нам на Россия? Это нестабильное государство, которое завтра может напасть на Папуа Новую Гвинею, потому что там закрыли русскую школу. Прислал подписчик. Пиздец. У него всегда прислал подписчик. Нет, сказать, блядь, сам пишу. Короче говоря, мына шундай хал. Кем болған жазса да мен мұны білән шешіне келешем, но өзімнікінде қысам бенде, қытаған бетенде. Мына сізге айтам бетенде шуны, что бізге самое главное бұл Урыстан құтылу. И тут как раз пишется о том, что русские там большая часть, меньшая часть, нам похую. У нас будет своя тактика, нахуй. Урыслар, нахуй, уебут, нахуй, свою Рязань и свою московитую болото, нахуй. Мы создадим им такие условия, чтобы они съебались. Везде будут башкир, татар школы была, олар күтөйүк укый башлыйлар, білмәсләр, идите нахуй. Не знаешь язык, иди нахуй. Никакого им правосудия и ничего не будет работать на них. Вот и все. Только жесткий контроль будет. Их трахать и все. Сегерге. Так, и тут еще один прикол, блядь. Таджик какой-то себя заявил, но это явно прикол. И этот каким-то гомосекой и в Австрии, короче, и заявил такую хуйню. И потом, блядь, позвал детей 5, блядь, и спалился. Ну, нахуй так делать, блядь. Пиздец, нахуй. Ну, это тоже выдумали, наверное, опять эти узкожопые всяко. Самое главное, вот это, блядь, во. Ну, его я уже не помню, уже несколько дней прошло. Сбесил меня. Я вот хочу поговорить с этим Аль-Паутом. Аль-Паут, вроде бы сказали, Рамазан Аль-Паут, вроде бы кумык сказали. Мир наизнанку, короче, передача, блядь, реалити, Идель Реали. Вот я бы с ним интервью сделал бы, но не показывая себя. Если у кого есть тут связи с ним, можем списаться. Итак, этот какой-то он с одним Ташагиным вел интервью. Российский политолог Федор Крашенников. Натуральный нацист, блядь. Запомните его имя. Федор Крашенников. Гандон, который всю вот эту передачу, которую я смотрел полчаса, блядь, пиздел, блядь, против всего, блядь, нахуй. То, что он говорил, он доебывал его, Аль-Паута, блядь, заебывал, но Аль-Паут тоже не сдавался, но Минона с Игорем Букрашенников на нахуй. Если бы я бы с ним, блядь, на дебаты попал бы, блядь, я его трахнул бы там на месте, блядь. Такого гандона, блядь. Короче, вопрос, что такое имперский применительно к России. Короче, вот насчет имперского, он начал бушевать там нахуй, пиздеть то, что, блядь, нахуй разделение Башкортостана или там других регионов никак он не приветствует. Суть его ответов во всем, он не поддерживает этого. Он избегал каждого вопроса Аль-Паута, изгаляясь, айланып, блядь, сегенде и нихуя кулнан. Короче говоря, бу кутакбаш. И нахуя он с ним вообще вел разговор, я не понял, блядь. Короче говоря, суть можете посмотреть сами и понять. Я так понял, что этот гандон ничем не согласен, что он повествовал Аль-Паут. Вот и все. Это значит, он навальнист, вот, деколониальный активизм вызвало бурю недовольства. Он не смог свои, блядь, ненависти сдержать в эфире. Он начинал
психовать и так далее. Не смог себя сдержать. Ну, короче говоря, он враг наш. Все, запомните его нахуй. Федор Крашенников, Кутахбаш, Тамга. Потом кто-то что-то. В Новосибирске подожгли ФСБ. Огромный пожар на нефтебазе. Молодцы. Итак, еще сегодня битinde уже ЖДС. Я высказывался в тот день, да, 1552 Татарстан, падение Казани. Bu kaygı günü, hatır günü, şunlarga малайлар этот тоталалар ekan шу kunni chiqqanlar. Поэтому будьте осторожны, я уже в своих видосах предупреждал, действовать надо только извне. Тышқа шығып, йөрүнең файдасы юк, только шығырга керек за границу. Потом только мы можем что-то сделать, сплотившись. Внутри вас посадят, нахуй нам нужны подобие Алсынова люди, которые сидят. Надеюсь, коротко и ясно. Mana bir narsaga totar tilida shi'rlar, ну, tabiat quchog'ida yol degan. Shuni da bir o'qib yutaman endi bunda yo'lda turayindi, короче, я его откидывал. Yol itarga chiqdim erta tondan. Tabiatning rahat jili esa yondan. Quyosh kulib qarab tura ko'kdan. Har yaproqda nurlar jimillagan. Suv bo'yinda tinchlik, jilda yo'q. Jiyilib yotam, uylar jonni to'q. Yashil ulan shashaklarin ise tinchlikni saqlay tabiat hisi. Yurakkayim yol ita bugun, bor qayg'ular yiroqda o'tgan. Shul minutlar ko'ngilda mangilik. Yolning rahati turmushga tirek. No, bizga yol itirga do'stlar hali erta. Yol biz itolmaymiz. Biz nindi bit bilan, nindi so'yiz bilan yol itirga tejibmiz. Chunki bizning Boshqirdiston bilan Tatariston urus qo'linda. Bizga только kurashirga hali. Bizga yo'l itib bo'lmay. Mana Alloh bersa biz Boshqirdiston bilan Tataristonni qo'lga olg'ash, потом motor tonglar da bo'lur, yo'lda itiririz, rahatlanib o'zimizni mustaqil davlatimizda yasharga tutinurmiz. Inshaalloh. Так. Но это с другого телефона, вот, кстати, с правого Ютуба как раз. Ответ 7 мигрантам. Это было 4 октября. Скрин я сделал, само собой. И тут Нина какая-то пишет нахуй. Мигранты, убирайтесь вон из нашей страны. Грязные, тупые и вонючие твари. Замоташки, брюхатые и ваши недоумки вон из страны. Это получается мусульманлар, замоташки у них и брюхатые недоумки, оказывается. Заткнись, я из Казани. Из Казани вот такая мразота. Шукунган Казаннан гёза. Вас здесь никто ненавидит. Педофилы, зоофилы, убийцы, наркоманы. Это из армии в школах обучают детей. Вот я добавил. Но никак Узбек, Кыргыз, таджиклар юк, ондайлар. Болса да сирәккенә булырга может, но онсы хуйня. А урыста это сплошь и рядом. Идем дальше. Мына. 15 октябрь 1552 года считается днем взятия Казани московскими войсками. Российское завоевание Казанского и Астраханского ханства в середине XVI века, серьезно изменившее этническую и конфессиональную структуру населения Рашки-Пидорашки, ознаменовало становление многонационального имперского государства. Это они так интерпретируют, пидорасы. Понимаете? Как бы многонациональный. Угу. Татар ханлыгын сындырып, многонациональныйга резко айланалар булар. А хазыр русские марши ходят. Вот как их можно понимать? Получается, лицемеры, как и яхуды. Яхуды так же сделали. В Палестину вошли и сейчас выгоняют. То же самое и у нас. Копия, блядь, нахуй. Копия. Только чуть-чуть, блядь, земля не там.
Так, идем дальше. Я уже не знаю, в старый, может, попаду. Да, уже все. Все, дальше новостей нету. Переходим, короче, в этот. Лонар. Заявки по вашим заявкам. Как там была передача? Комментарии по вашим комментариям. Переходим к комментариям. Так, 1,5 часа на связи. Холок С. Вообще бірсінде бір кіші, бірсінде 10 кішігіне утра. Холок С. Так, давайте мы нам что комментарийлерны укып чыгабыз, потому что бик көп комментарий язылган. Слева направо давайте зайдем. Почитаем, кто что. Так. Баштан укыйбыз. Так, чтобы кишлер не обиделись, пишут. Так, начнем. Так. Скоро наступят такие времена, что живые будут завидовать мертвым. Пора очищать свои регионы от христианской нечисти. Салом Өзбейдан. Так, ака Өзбекистан деймісіз? Ха. Өзбекистандан идім. Пайтлар. Так, да сохранит Господь нас всех, кроме русских. Ага, понятно, братья, начинать очищать свои регионы от христианской нечисти, и да поможет нам Господь. Алга Башкортостан, Алга Татарстан. Так, Иван Грозный платил дань Батыхану. Так, о, да, ты тут нормально, ты наболтал на статью, ты где такой смелый находишься? Так, клуб анонимных русофобов. Я твой канал структуру нужную отправлю, видео пишется, жди в гости, ждем извинений. Кутарно Тоторос, извинения тебе нахуй. Узкожопые, пошли нахуй отсюда. Так, Господь, смотри, за метлой своей следи, как бы в гости к тебе не пришли маски шоу. А маски шоу! Где вы, суки? Утешьте дядю, пидоры! Так. Так, ладно, Букутак башларна. Нахуй этот. Очистим. Занимает место, блядь. Так, привет, бро, как ты, Аллахашкар. Когда война была против Наполеона, у Иван приехал к Батыхану и просил помощи, чтобы защищать свои земли. Батыхан отправил свои войска вместе с сыном, выгнали французы, теперь эту победу русские присвоили. Ага. Учи русский. Кутағымны тот, учи русский, блядь, ташшағасты, блядь. Сен русскийіңні нахуй, инансыким сене дәріс берем, блядь, пидорасы. Учи татарский, мразь! Салам алейкум from Иран. Валейкум салам. Израильга кутагам, блядь. Так. Весь Сибирь принадлежит тюркским народам, якутам, бурятам, нагайцам, кыргызам, татарам, башкирам. Моска или Москоп, название города. Так. Ассалам алейкум. Москоп это переводится пьяный город. Не пьяный город. Москоп это типа Маскуб. Много пьяных. Must это взять пьяный. И тебе не стыдно сидеть в эфире и материться, тебе не стыдно? Райшка. Ой, блядь. Так. В 68 году Путин сменил фамилию в молодости, фамилия Лилипутин. Ну да. Не-не-не, как здесь говорят, петит Путин, петит. Петит Путин. Француз. Петит Путин. Так. Ла петит Путина. Так.
Дякую за підтримку. Слава Украине, героям слава. Сейчас ты так разговариваешь, а прямо в глаза сказать ничего не посмеешь. Глаза сказать? Блядь. Вот мандавошка какая-то сидит нахуй, бздит, блядь. Скобея умерла, и Путин сдох. Люди ожили. Вообще, если честно так рассудить, что президент годами сидит в одном и том же месте, это не так хорошо. Почему, например, в России нет чеченского президента или нет татарского президента? Ну? Почему? Узкожопые. Почему нету нашего президента? Гондоны. Это было бы справедливо. Вы колония Россию. Ну, мы знаем уж. Хули тут, блядь. Да вот именно что колония, колония, но почему они тогда не говорят прям вот вы колония? Ну, блядь, нахуй. Говорят же, блядь, в комментариях. Сейчас начну комментарии читать другие, блядь. Охуеете. Здесь-то вы пишете так себе, по-детски. Моноязма. А вот сейчас почитаю не детские комментарии. Присаживайтесь поудобнее, сейчас начнем. Там и Казахстан, всех приняли там. Так, просто это неправильно угнетать народ годами. Аленка, писька нахуй, пиздуй нахуй. Иванушку своего ищи. Так. Так. Так, к сожалению, радость продлится недолго, когда в РФ пойдет Китай и НАТО превратят в Африку и Афганистан. Все про советское пространство. А в каком плане? Да нет. Просто это колонизировать так же, как и Россия колонизировала всех, просто дадут больше возможностей. Не ходите на СВО, в чем проблема? А кто туда ходит, туда же заставляют. Потому что колония. Начало СВО, если честно, это не СВО, а это война. Так, насчет вот здесь заставляет, а башкирт bilan татарга скажу, добавлю от себя. Меня никто не заставлял. Я услышал, сразу уехал. Вы же уже долблю, блядь, 2 года нахуй. Чего вы сидите дома нахуй? Если вы не хотите идти воевать, какого хуя вы сидите? Вы уезжайте. Казахстан, Узбекистан, в Африку нахуй. Я не знаю, куда-нибудь нахуй. Пиздуйте куда-нибудь. Но вы сами претесь. Получается, значит, вы сами виноваты. Поэтому мы вас добавим к числу манкуртов. Вы манкурты, которые не можете на хозяина гавкать, блядь. Как скажем, нахуй, пятаклярина, короче. Никто не заставляет, дураки сами соглашаются. Ну вот. Не есть дураки сами соглашаются, потому что заставляют, например, первое направление пошли якуты, буряты, тому подобное. В основном всех собрали в здешних и отправили туда. Не, вначале сильно отправляли. В 22 году сильно отправляли. Я это точно знаю, блядь. Жестко отправляли. Башкортостанда это пиздец нахуй. Если не верите, можете зайти в этот... ищу тебя Башкортостан в Телеграме, блядь, где всех похоронили, да ведь? Вот там оно шло прям с первых дней, грубо говоря, как трупы пошли. Пиздец нахуй. Так что это вам это доказательство этого. В отличие от других, они хотя бы дошли до Киева, а сейчас что, никто не хочет, все убегают оттуда, но нет, принудительно пихают. Нет, они не дошли до Киева. Они вошли почти что в Киев первые. Не то, что дошли, вошли, блядь, но их ёбнули сразу. Первые пришли до Киева, да. Но потом ёбнули их сразу, вычистили. Ну так дураков сельские отправили, а они же своих прав не знают, молча со всеми соглашаются. Еще я тоже сельский. Мен де ауылдан да енді, блядь. Просто мен кутағымы көп қойғанмын орыстарға. Просто есть люди, которые кута қоя білмейлер. Вот в чем проблема. Слабохарактерные. Нет, даже если знают права, я не понимаю, брат, там нет такого понятия права ты, или если бы туда попал бы, ты бы все осознал.
Я служил, воевал, я знаю. Да никто не пойдет, брат, успокойся. Что толку бухтеть? Сейчас не то время, но он когда говорит, есть очень много вещей таких. Интересно. Нытиков много, смысла нет. Иначе никто не любит, все решают курс доллара к рублю, а все остальное. Но с другой стороны, нытиков много в любом случае, объединиться будут потихоньку. Не будет любое политическое объединение требует денег, а такие деньги есть только у олигархов и у иноагентов. Ни те, ни другие, ни друзья простому народу. Но мы же не знаем, что происходит. Вот, например, американцы ездят в Казахстан, Кыргызстан, там Узбекистан. Татарлар бірге. Альфред Зарипов. Алга. Вот теперь я понял, что в Башкортостане, Татарстане у нас везде получается недовольных много теперь. Если, например, тюркоязычные поднимутся и их поддержат, получается... Так, вот теперь я понял, что в Башкортостане, Татарстане у нас везде получается недовольных много. Теперь, если, например, тюркоязычные поднимутся, их поддержат, получается, ну так, и знаешь, более-менее ситуация понимаешь, осознаешь, уже в голове остается, можно будет предполагать, не дай Аллах, конечно, что это все вот так вот может произойти. Ну, ездить там они конкурируют с китайцами, Кремлем. Как видим, Средняя Азия переживает расцвет культурно-политической, только если усилить сразу на всех трех стульях не удастся усидеть. Не удастся, то прольется кровь. Ну да, брат, правильно говоришь, просто она все вот так как-то, и потом в один день на тебе короче. Тюркам, что не живется в РФ, кто их спасет? США, Турция, Афганистан? Ну, тюрков, во-первых, очень много, но не только же вот этот момент, понимаешь, потом не надо путать тюркский дух немножко под другой, когда война начнется, у нас прут прям пачками. Казахи по краю ходят, как показало в 21 году, когда чуть революция не началась, и неважно, кто спонсировал этот бунт, США, Китай, Кремль и Брюссель. Теперь, если ты рассмотришь, если знаешь или в курсе, что по Китаю тоже тюрки. Короче, понятно. Здесь нихуя не понял речь. Речь идет, они между собой общаются, конечно. Понятно, короче, тут устал читать, блин. Демагогию развели. Так. По теме нихуя нету, блядь. Так. Мананда почитаем другом, блядь. Так, салям. Так, бро, второй канал работает. Так, ассаламу алейкум, привет, здравия. Была куча Ива, Кем Сон Син. Салам алейкум, что за разговоры авызына кутаңыз шығарады дұрыс сөйлеш бізде қазанда моторлық сөйлешелер. Сен қазанда моторлық сөйлешелер? Если идите страшки будет хорошо. И ты из Татарстана, и братан, ты откуда? Что тебе осетины сделали? Кишу, Узбек, Россия. Так, понятно, короче. Так. Почему кавказский народ тюркофобы? Кильманда, Раша. Так, ты как башкорт у него. Второе. Так, ты откуда? На туре, блядь, тут боты набежали, блядь. Да, урыстан көтен хегерге деген дұрыс. Вот слева у меня там что-то тоже бардак. Башқұртстанда шариат болсын, иншаллах. Ну, шариат енді не досконально енді, но можно. Главное, чтобы этих не было. Игиловцев и всякие вот этой хуйни, блядь.
В Башкортостане есть русская община. Есть шу? Да, раздавить нас, и все коренные народы хотят раздавить. Ну. Да, башкирская община нужна. И татарская община нужна. Башкирт татар бірге болып, ұрысына сігірге тиіш. Башқұртстаннан, Татарстаннан. Күйтін әтіп шығарай тиішпіз. Так, понятно, здесь что-то ни о чем. Давайте будем читать вот именно по тем комментариям теперь. Так. Так, из негатива начнем, блядь. На рассмотрение, да? Так, блядь, запись экрана делать, не делать, нахуй. Пиздец, или сразу удалять, блядь. Так, буду сразу удалять, потому что, блядь, нахуй, у меня один YouTube нас запанился, блядь. Поэтому лучше сразу на запись кинем, прослушаем и все. Нахуй, удалять буду все. Может, какие-то интересные только скрин сделаю. Так, начнем. 1 час назад. Комментарии продолжаются с того момента, где, сейчас скажем, Башанданов айтып опубликовано 6 апреля 2024 года. На это видео 186 800 просмотров. А сегодня, на вот этот час. 86,9% просмотра. Отметок нравится 7200. Это которым забаненном этом ютубе у меня такой просмотр. Так, читаем, теперь дальше идем. Комментарий Ларгутабис, который на рассмотрение, который YouTube не показывает. Ответ какой-то непонятный, кто пишет. Ты за базар свой гнилой ответишь, шкура. Это мне пишут. То, что я сказал, блядь, узкожопым, что-то я там говорил, не помню, блядь, типа, куда нам нахуй башкиртам и татарам деться, эти узкожопые нас выгоняют, блядь, из России, из Москвы, или откуда они, блядь, выгоняют нахуй. Вроде я так сказал, нахуй нам ваша Москва, у нас есть Башкортостан с Татарстаном, куда вы нахуй нас хотите выгнать? На это я давал ответ. Также вот так в комментариях я давал ответ и выпустил видео. И на него пошло-поехало, блядь. Пиздец, сработало нахуй. Так, значит, блокируем нахуй его. Дмитрий Баринов. Старофа русофобы, ёпания. В хуй се свистунули и разбежали по норам крысы. Нихуя не понял. Блокчем. Никикит какой-то, Никикит, блядь. Я живу в Татарстане, в свободной богатой республике, а ты едь в Америку, пидор. Он, оказывается, в свободной богатой республике живет. Узкожопый какой-то. Или, может, это татарин пишет, мы же не знаем. Ну, блокируем нахуй. Ну, так и так они заблокированы, я удаляю просто там. Кто-то написал. Мухаммад Кутагама Епсан написал на какое-то видео. Блокируем нахуй. Кто ты, мужик или туалетная тряпка, которая страшно воняет матом? Ну, это тоже, блядь, удаляем. Свет очей. Свет очей. Какая-то и рожа там есть, нахуй. Блондинка какая-то. Пишет. Үзен син кутакбаш. Коян килген бу кабахат. Психушка плачет по тебе, убогие. Ну, это вот на то, что я узкожопым отвечал, и они мне пишут. Прочистите там его мозги, люди адекватные. Тебя вы и типа эти собачка, 2, выебут скорее, козел без роги, еще заикается за всех татар и башкир. Ты кто вообще такой? Ну, я заскриншотю так, для потом загружу куда-нибудь в ТикТок. Оставлю эту сучку.
Потому что на татарском пишут, редко татар тут увидишь. Ну, вот, точнее, дохуя редко увидишь. Сейчас увидите, дохуя их увидите, блядь. Охуеть увидите, блядь. Итак, ладно, нахуй его блокируем, короче. Так, Любовь Асмус. Пиздец. Ты мужик вот и неадекватным и делай свой посыл, а не всей России, что лицо не показываешь. И потом Башкирия и другие республики сами не проживут долго свободно. О, началось, слышите? Уже началось. 8 часов назад, блядь. Я его первый раз читаю. И не проживут долго свободно, оказывается, Башкортостан. Видите, как они преподносят нашим тупым башкиртам и татарам? Вас быстро приватизируют. И Москва, и Русня защищает вас. Надо, чтобы вас нашли и мозги вправили. Недалекий у дурачок. Ой, блядь, она прям дурачком меня назвала, блядь. Сучка, блядь. Нахуй ее. Надеюсь, услышали, да? Канат. Ну чё, тут ржаки будет дохуя. Проверка часа. Сука и долбоеб, себя, блядина, покажи, если ты такой, блядь, смелый, ты сам настоящая ебанашка. Я сама башкирка. О, башкирка пишет, Башкортостан. Но мне стыдно вот за такого неадекватного башкира. О, я теперь башкиром стал. Нихуя себе, блядь. Поздравляйте меня, мим Башкорткайлендом, наконец-то. До этого был, блядь, гнидой, еще кем-то. Ну, мы нагазами Башкорткайлендом, наконец-то. Вот, башкирт меня шулайоза, прикиньте, блядь. Мы тоже давайте сохраним, блядь, для истории, блядь. Закину нахуй по другим ресурсам. Башкирт меня язган. Гурланып киттим. Меня башкирт жавап язган. Ишетесизме? Так, ладно, мы ее только удалим, блокировать не будем. Вдруг напишет. Мы просто удалим ее. Рабат Байтурсынов. Ай, башкирт бауырым, жақсы айттың, нахуй Москва. Лайк, рахмат, лайк. Лайк, пропустим. Ну, попробуй, шакал позорный. Какой-то П пишет. Ну, Путин, наверное. Понятно, блокируем нахуй его. Алишер Гайратов. Алишер Гайратов! Рожу свою покажи, придурок, мне пишет, прикинь. Ну, явно узбек мне пишет. Рожу свою показать, оказывается, нужно, придурок. Этот, по защите этих узкоебых, нахуй, на это видео он отвечает. Просто охуеть. Нахуй, блокируем его. Да, дальше. Раушангуль Ибрагимова. Так, читаем. О, началось уже. Саксы добрались до татаров. Этому козлу, наверное, хорошо заплатили, чтобы пропиздел эти слова. Если отделитесь, она бы еще сказала бы отелиться, блядь, от России, то вас раздербанят на кусочки. Пример: Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан, Палестина, Югославия. Ты что, козлина, хочешь это для своего народа? О, блядь, я козлина. Так, эту сучку тоже мы оставим на десерт. Заскриншотим, так скажем. Вот такие вот писанины. Альфред Нобель, блядь. Нихуя себе. Админ, провокатор, обманщик и радикальная тварь и мразь, предавшая свою родину. Черт позорный, одним словом. И 4 ржаки. Понятно, Альфредик. Понятно с тобой. Дальше идем. Астака какой-то мне пишет. Разговаривать не можешь толком ни по-узбекски, ни по-татарски, ни по-башкирски. Каша-малаша, а не говор. Ты уже определись, кто ты. Мама твоя знает, надеюсь, от кого ты. Вообще-то тебе надо ДНК делать. Тобой в России тоже ФСБ заинтересуется. Много пиздишь, не нужно. Никому не интересно, от чьего семени тебя заделали. Тошнит от тебя. Представляете? Вот такое даже написать я просто хуею, блядь. Оказывается, он не знает, что я знаю все эти языки, но он говорит, что каша-малаша минда екен. Ну, Аллаға шүкір, менде 3 қан, мен ғұрланам. Аллаға шүкір, узбек, башқұрт, татар қаным бар менің. И, как говорится, вот такие пидоры,
должны сохраниться, и мы их вытащим так на показ, на аудиторию большую в ТикТок. Так, это само собой моноябабас тоже. Кутаксанаган. Так. Кто-то еще пишет. Урысы остались одни, допрыгали, суки, рашисты. Урысы остались одни, допрыгали, суки, рашисты. Ну, так, лайком сделаем. Непонятно, короче. Татьяна не нашего. Не наша она. Смотри, чтоб твоя ебалка не отвалилась, чучело. Ой, чучело. Так, Иван Глушенков. А теперь ты послушай. Д. Сам башкирский, сам башкирский. А у вас что, свободы нет? Вас что, раком? Е. Каждый день. Д. Ты что там куришь такое? Б. Ты не свободный, что ли? Б. Стоишь, Б, в каком-то не в стойле, что ли, урод тупорылый, Б. Ты что несешь-то? Какую-то Х несешь. Ну, вот, типа вот так. Точка, точки равно точка, точка. Вот типа на таких написал. Блокируем нахуй. Дальше идем. Моминджон Мавлянов. Если ты мусульманин, какая имеет значение, кто ты? Куралар, Худжалар, Биляль, черный раб, самый близкий подвижник пророка Салман Фарси, персиан. Один из самых лучших сахабы. Ведь пророк сказал ему: не благословение, кто будет гор своими премиями, кто будет горд, может, своими премиями или национальностям, или себе будет считать из благородного рода, пусть он пойдет к отцу своему и спустишь штаны у отца и крепко укусит за его член, пусть отец скажет, откуда этот негодяй сын появился. Из одного капли спермы, который вышел из этого члена. Он мне, наверное, ответил, где я сказал, что я хочу узнать мой род. Канат смеется, ну да. Типа мой род, Тураляр там или кто я? Ну, скоро узнаем мой род, надеюсь, я вам сообщу потом. И он мне типа ответил. И я ему тоже отвечу. Момунджон Мавлянов. Не по адресу ты мне это говоришь. Я не из-за высокомерия это сделал. И плюс он мне пишет это на русском, блядь. Если ты Момунджон, Мумен булсен от Кутага, блядь. Пиши на узбекском. Кутак санагасин, блядь. Поэтому, как говорится, мне твоя предъява на русском, нахуй, ни о чем не говорит. И, как говорится, меня тут от аятов, от Корана какие-то эти мне не нужно приводить. Как говорится, это нет, даже не аяты, не Коран, это от хадисов не нужно мне приводить примеры. Я это знаю. Это относится к высокомерным. Но если бы я был высокомерный, я бы, наверное, не вел бы эти эфиры и ничего не, как бы тут не кичился бы мне. Кичиться негде нахуй и нечем, блядь. Я когда спрашиваю про свой род, который просто написано, в Башкортостане карта есть, где написано, в каком районе какой род жил. Ага, понятно. А в Узбекистане нет такого. Если узбеки, блядь, не создали это и никто не знает свой род, нахуй, кого здесь тогда, блядь, должен учить, блядь? Поэтому, как говорится, нужно понимать, когда у тебя просят о чем-то, нахуй, и адекватно отвечать. Я там, блядь, нахуй, не быкуя или там что-то не предъявляя кому-то, нахуй, узнавал, блядь. Мой род Тураляр, оказывается, они как бы живут в Коканде. И пытался просто узнать об этом. И они мне вот такую хуйню пишут. Я просто поражаюсь, блядь, нахуй. Ну, в бан такой, нахуй, человек. Узбек был сангда, сыгалип кот, нахуй. Так. Дальше идем. Алекс Богрот. Так, тут километр написано. Ой, блядь. Это я не читал, наверное, вам. Но я вроде скриншотил или что, хз, блядь. Очень долгий смс, блядь. Этот комментарий, пиздец, один назад. Почитаем. Но я его вроде комментировал уже. Не комментировал, просто куда-то сливал уже. Так, во-первых, автор, ты моральный урод, оказывается, я. Окей.
Кто дал право тебе оскорблять великий русский народ? Представляете, блядь, нахуй? Нихуя, блядь. Великие они, оказывается, лаптоебы, блядь. Лаптиаляудины все, блядь, там, блядь. И унижать своих предков и мой народ булгар и башкир? И мой народ булгар и башкир? Ты мелкая деградированная сошка, выращенная семьей деревенских малограмотных людей, которые не дали тебе понятия, что такое объединение 500 лет назад татаро-башкирского народов с Русью, с большими буквами он это пишет. Это спасение всех народов от истребления дикарями, степными и врагами из Ватикана, наверное, и Англии. Охуеть, блядь. Прям развел исторический, нахуй, мне маразм. И пытается меня что-то, блядь, вдолбить, нахуй, что Башкортостан, блядь, Татарстан должен, блядь, быть с Русней веками, нахуй, блядь. Вот мразота, блядь, реальная. Согласитесь. И не тебе, алкашу, решать за меня, за моих предков. Мана алкашу деп мені мысқылдайлар. Блядь, мен тамаки да тортмим, ичмим да. Они мне что-то еще предъявить хотят. Я просто, блядь, хуею над такими людьми, туганлар. Итак, потому что нечего сказать, предъявить нечего, понимаете? Когда нечего предъявить людям, они же вот не зря же сделали всякие вот эти хуевины там, как это, блядь, фейковые нахуй статьи вешают на людей, всякую хуйню вешают. Это вот от чего вешается это? От того, что, блядь, у них нечего предъявить, понимаете? Когда людям нечего предъявить, они вот такую хуйню и вешают. Допустим, ты своровал корову, блядь, а тебе повесили, что ты нахуй изнасиловал корову, и она родила нахуй свинью. Вот что-то в этом роде. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Так, идем дальше. И не тебе, алкашу, решать, да, так сказал, решать за меня, за моих предков, которые были мудрее всех здешних комментаторов. Нихуя он, блядь. Таких же алкашей, кто нанюхался пропаганды иудейской и теперь топит за раздел. А, он еще, наверное, тут как бы псевдомусульманин мне пишет, блядь. Который всяко живет, блядь, в Рашке и топит за русню, в то же время он еще мусульманин. Пиздец, да, блядь? Пидор. Так. Повторяю, ты мелкая вша, чтобы решать судьбу народов. И всем комментаторам из башкир и татар, повторяю, кто вы такие для страны. Что полезно вы сделали для Родины, кроме как оскорблять русский народ, который вас в люди вывел. Блядь, блядь, меньшулардан хуеть и там, да нас люди вывели, оказывается, русские. Я просто поражаюсь, блядь. И в то же время он вначале говорил, что мин аулдан. Мин аулдан бит мин аулдан екен. По идее, это мин шахардан, вообще-то. Просто мин ауга күштем. И в итоге он, блядь, вначале, блядь, сам своим же ответом, блядь, потом отвечает, блядь. Меня узе, блядь, противоречит. Хутаксана, блядь. Потом дальше идем. Так, что он говорил? Там люди вывел, да ведь? Оказывается, узкожопые нас в люди вывели, блядь. Башкорт, блядь, татарны олар вывели в люди екен. Нихуя, блядь, блядь, безнің қадым заманда біздікілер отта шабып, оны нәрсәсе отта теге ише тұрған қымыз ише тұрған сауыты болған кожаный су үтмей тұрған бу кутак башларда ул вакытта әле нәрсә кожа белмәгәннәр, потому что они ходили в лаптях, а наши ходили в кожаных читекләрдә, теге нәрсәкә еще читекләре дә теге шигелгән бөтенесе булган. Это как это на русском шигелгән? Блять. Вышивалки, вышитые итекләрдә йөргәннәр, матур иттереп безнекеләр, хатын кызда да, ирләрендә дә итекләр булган. А булар лаптида йөргән, блядь, аягына бинт урап нахуй теге партянка, сосып беткән партянкада, блядь, йөргән халык безгә меня, блядь, дәрес бирә, блядь, ташлагаста. Ну, интересно почитать. Интересно. Потому что история монда кыстыра. Безгә бит история кирәк. Так. Вот еще бу Кутакбаш Башкортостандан екен. Нихуя.
Так, в люди вывел. Я из Башкирии, но из рода булгар. Нихуя себе, блядь, Башкортостаннан булгар иканул, блядь. До этого один узбек мне писал, типа, чтоб я не выебывался, блядь, а авлодым töreler bu yandan келген. А вот от Кутагыныки авлоды булгар икан. И он выебывается над моими татарами и башкиртами. Пытается, да, над моими, блядь, выше встать. Нихуя себе, блядь, мразота. Чей предок был с Иваном Четвертым, блядь? Нихуя, чей предок был с Иваном Четвертым, благодаря объединению наших народов. Мы еще здесь, на этой земле. Вы просто шавки мелкие и недостойны называться башкирами или булгарами, татарами, если продались иудейским хитростям, которые сеют рознь между народами, которые и составляют костяк России. Пиздец, это манкуртның манкурты, блядь, уже тіге пәтәген ялап, уже, блядь, шунда уже тілі тишіліп біткен бұл пидорасны, ялы тіге урыс пәтәген. И он мне пишет. Оно так и есть на Руси. Всегда были две титульные народности, которые вправе управлять Русью вместе. Это русские и булгари. Даже не булгары, Булгария. Татары, как нас обозвали пришлые когда-то, а мы, болваны, подчинились. Лись, наверное, уж. Не татары мы, а Булгария. И царство наше было Великая Булгария. Охуеть, блядь. Царство у них было, прикиньте, блядь, нахуй. А то, что нәрсәкәй Сүйінбикә ул Ноғай қызы, Ноғай болған. Ноғай нәрсә принцессасы анда болған. А бу үзін Булгария, да, блядь. Пиздец, да, как возбудительно, да, он это обзывает это, блядь. Пиздец, нахуй. Пиздец, пиздец он, да, блядь. Сәгелеп қатырға можно, блядь. А татарами тогда звали Джунгар. Угу. Историк, блядь. Которые позже вывели здесь смешанное потомство. И теперь они якобы казахи. И не братья они нам с киргизами. Ни хрена сюда узбекам, киргизам и казахам масло в керосин подливать. Алга Башкортостан? Вопрос задает. Куда Алга? Вот тут я ему отвечу, этому Кутахсанагана. Bu Кутах сынығы урысларны күтіннен шықмаған пидорас. Бәлкім даже может урыс та язадыр, блядь. Шуқынған тегел, шуқынған урыслар, блядь. Когда он превосходит себя булгаром, я прям вспоминаю Рафиса Кашапова, блядь, нахуй. Это вот из этой трактовки, нахуй. Из этой полушарии несется вот этот комментарий. Это я в тот день одного гандона заблокировал. Наверное, этот гандон с другого аккаунта пишет. Это Галишер или Галишер Бабай, блядь, один гандон есть. Башкортостанда. Ташагасты, блядь. Тоже топит, блядь, с Рафисом Кашаповым. Вот из этой категории. Это пидор с той категории. Шунарға, башқұртларға, Татарстандағыларға, Башқұртстандағыларға отдельно айтам. Башқұртстандағы татарлар, если аузын ашса, что-то нахуй, башқұрт яғына, или метис яғына нахуй, сігіліп күтіне тибіп нахуй, шу Булгариясыны алып барып қойырға нахуй. Можно даже көміп қойырға на месте. Примерно так будет с ними обращение. Потому что такие мрази, урыс яғына сөйлеген, плюс еще өзін отождествляет нахуй булгаром нахуй каким-то, Кутағаннан нәрі. Кутағыма қойып қойған маунақаларға, блядь. Это ответ тому же, кто мне пиздел про Тураляр. Я ебу, я Тураляр или не Тураляр. Я просто хотел узнать, Тураляр, Буладыгам, значит Тураляр, вот и все. Какая хуй разница, кто я, блядь. И главное, я знаю, кто я сейчас, блядь. А остальное хуйня это. Тоже мне, блядь. А вот этот мразь, блядь, прям пиздец себя возвеличивает, пидор, блядь. Он, оказывается, булгар, а не татар, блядь. И не джунгар, блядь. Охуеть, блядь. Так, дальше идем. Куда Алга? Китайцам, которые вас быстро на цепь посадят, как уйгуров. Еще он про уйгуров знает. К туркам, которые вас янычары, как это,
Рей всегда, это Рей всегда делали с нашим народом, посылая наших же против нас. А это все-таки что-то, блядь, не против нахуй. Не против не с Кашаповыми, он против турков даже. Нихуя себе. Что-то интересный, блядь, нахуй. Вариант тут сидит, блядь. Вы, узбеки, киргизы, казахи, никто нам. И не примазывайтесь в наши братья. Вы сейчас хотите, булгар и башкир, отделиться. Вот вы чужие нам. И сидите у себя в аулах. И в наши дела нос не суйте. Мы есть Россия и будем Россией. Кутағымнан нары. Онарға еще ответ этому пидорасу. Кутағымны тот, блядь. Чему, блядь? С Россией он будет, оказывается. Но это явно, блядь, бір урыс язайынды. Или чистейший манкурт язайынды, блядь. Булгарист какой-то, блядь. Чмарист, блядь. Наши предки знали, что делали, когда объединились с Русью. И наши войска помогали Дмитрию Донскому, Ивану IV сохранить мощное единое государство. А иудеи, сионисты, от этого только желчью изрыгают. Вот они сейчас оккупировали все страны и ссорят их между собой от имени русского народа. А сами из-под тишка наблюдают, когда мы развалимся, и они, гады, создадут свою хазарию на наших землях. Евреям очень нужны наши земли, вот они и сеют раздор. А мы, русские, мордва, удмурты, булгари, башкиры, всегда жили на этой земле вместе дружно. Ты, автор, если на русских бочку кынать будешь, я на тебя, пьяницу, в суд подам. Ты за призыв к ненависти и разжигание розни и за предательство дел наших предков. И вы, комментаторы, идите протрезвитесь и подумайте, кому выгодно разделить нас. Чем занимаются синагоги в Башкирии, а? Не они ли вас продажных вербуют? А остальным поджигателям из Среднеазиатской республик вы у себя разберитесь, ни хрена здесь ползать. Этого гандона, само собой, в блок нахуй кинем. Я еле дочитал его, гандона, блядь. Где он копирнул это все, блядь, сука. Короче, ишеттегез мана шундай халық, мана шундай халықтан бізге рано или поздно құтылырға керек, понимаете? Бізге рано или поздно бұл құлтақ сынықларынан бізге құтылырға керек, туғанлар. Поэтому бізге бірден болырға тиішпіз біз. Нәрсе болса да бізге дұшман бик көп. Бұл дұшманнан құтылыр үшін, блядь, мана шундай поджигатели, как он говорит, нахуй будут, манкурты, которые среди нас, дохуя их, которые, блядь, пиздят одно, а за спиной другое, как шайтаны. Поэтому бізге только адекватными людьми, которые против русни, вот с ними только мы должны бороться, нахуй. Бізге мында иудеи против не иудеи, бізге разницы нету, нахуй. Бізге бірінші Москваны надо разъебать. Потом он иудеи да югала, башкасы да югала, все вместе нахуй мы ебанем. А Буд Пашагаса пытается нахуй себя вроде и мусульманином ставить, блядь, и в то же время, блядь, топит против иудеев, против турков еще топит, еще против кого-то топит, нахуй. Ну, стыр-бор у него в голове, нахуй. И итог получается, нахуй, что еще главное, он с русскими, с узкожопами. Блядь, охуенно, да? Это получается, это тот гандон с коммунистической нахуй партией, блядь, которые в свое время топили против жидов, блядь. Вот из этой партии этот гандон, блядь. Примерно понимаете, да? Значит, это примерно наши предки, ну, точнее, даже не предки, біздің қортатайлар. Біздің қортатайларыбыз где-то вот 1900-дан 2000-ге туылған кіші енді бұны яза. Примерно. Ну, ему может там 50, там 60 лет, наверное, если он умеет гуглом пользоваться. Явно уж ему он не пожилой, блядь. До полтинника мужик какой-то пишет, наверное, мне. И вот такая мразь, короче. И плюс чуть-чуть в голову у него идет какой-то сектантское, какой-то там, может он ваххабит, блядь, какой-то может, ну какой-то там, или Хизбут Тахри, который как бы с русскими может тоже уживаться, ну какой-то гандон. Итог такой, что нам бороться надо со всеми, блядь, сперва своими, чтобы разъебать русню. Сперва нужно нам будет положить, может, эшелон своих, потом только дойти до Москвы. Выход такой будет, Туслар. Научитесь уже, как говорится,
разбираться в людях и в то же время, если есть такие пидорасы, больно много не болтать о своих мыслях, а только излагать свои мысли. Вон у меня в Телеграме там, в группе там, и как бы вот вместе мы можем сотрудничать, вместе можем двигаться в дальнейшем. Вот Шулай. Так, тут чуть-чуть так. Шунды вот, сүзләр монда. Так, монда, что тут? Автор говорит, нужно нам собраться, сказать, что сделать. Я скажу, ничего никто не сделает. Понятно. Аминь, свободу народам. Ага. Башкирии тоже Украине. Вот именно. Вот эти башкиры на Украине, которые идут воевать, это манкурты. Или вы о чем? Вот от них надо тоже избавляться. Об этом я и говорю. Так, идем дальше. Пиздец этот был, да ведь? Разговорчик длинный, блядь. Говорю же, здесь пиздец эти сидят. Дальше по мелочи, надеюсь, будет теперь. Владимир Бабушкин, блядь. Тебя, сука, в Магадан. Мне пишут. Альберт Назаров. Кто тебя именно депортирует, пиздобол? Ебливый. Имбецилы, пиздоголовый. Равиль Ишмухамедов. Дурачок ты, что пургу гонишь? Гнилой кутакбаш, мозгов вообще, смотрю, нет. Ага. Татары пишут. Русье говно. Согласен. Лайк. Дальше. Правильно, ебать неблагодарный русский народ. Пусть все будут независимым, пусть Россия развалится. Олга, Рахмат. Русские маняши и воняши, что понты гонять на русском марше. Лучше поднимайте белые жопы, вот и марш за родину в окопы. Нихуя тут складно кто-то заебенил. Лайк поставим. Сергей неудачен. Неудачен ты, Сергей. На бутылку тебя надо набутылить за такие слова. И ржет, блядь. Блок нахуй. Кто-то пишет. Вот вам и ответ с русские нацисты. Лайк. Мурат один пишет. Согласен. Россия, пускай болото съебывается. Лайк. Кто-то пишет. Придурок. Мамарджон пишет. Ты прав, их надо просто ебать. Лайк. Согласен. Ты долбоеб, а что ты не свободен? О какой свободе ты ссышь? Живи там у себя и не неси понос. Кому ты нужен, кроме себя, дебил? Пошел нахуй. Так, все мусульмане должны ебать урусов. Согласен, Гафурджан. Дебила кусок, Иван Иванов, блядь, пишет. На печи сиди, кондон, так. Арина Алибоева. Тупой автор башки, за всех не говори, Кутакбаш, вместо башки тыква у тебя. Пошла нахуй, Алибаева, блядь. Лариса Сайфуддинова. Лариса Сайфуддинова. Фамилия Исемин Карагзинда. Пошел вот Башкортостан и Татарстан и все малые народности сами тупорылые, никак от вас избавиться не можем. От осточертели нужно отделить и пусть барахтаются как хотят. Во. Ну, явно не лайк, конечно, но, блядь, нахуй, более-менее что-то написала, но типа таким уклоном, типа, блядь, в рот ебать, нахуй, типа, давайте, валите, нахуй. Пошла нахуй, Лариса Сайфуддинова, мразь. Блок, нахуй. Не катит такой ответ, блядь. Верующий какой-то, блядь. Да нахуй вы нам обосрались, на вас уже давно никто не рассчитывает. Стройте из себя великих воинов, вам Запад приказал стоять на коленях и сильно не дружить, с Россией. Вот стойте и исполняйте, что вам ваш хозяин приказал. Пиздец, нахуй. Это, как это, ответ, короче,
получается, на видос другой, как где я писал про релакантов, блядь. И этот был ответ на это. Что, блядь, нахуй. Получается, среднеазиаты стоят на коленях у Запада. Пидораска. Или пидорас. Сергей Урумбаев мне пишет. Урумбаев, главное. Придурок. Главное, Сергей и Урумбаев. Чурумбаев, блядь. Урумбаев. Степан Шеремета. Значит, будете писю нянчить. Писю нянчить. Что-то, блядь. Хуйня какая-то тоже непонятная. Верующий опять, блядь. Ну, то, что ты на статью себе напиздел, это факт. Понятно. Ну, хорошо, я очистил, оказывается. Мало здесь. Теперь выходим в нормальные комментарии, и там тоже гнилья до хрена. Я так понял. Так, кто-то так. Суннат, короче. Лайк ставим. Написал. Так, брат, салам алейкум, не отпускайтесь до их уровня. Кто-то написал. Понятно. Санжар пишет. Молодец, правильно сказал. Лайк. Станислав Шаваев. Что ты несешь? Депорт нахуй. Как они там депортируют узбеков? Депорт нахуй. А что лицо не показываешь? Боишься? Депорт нахуй. Галина Кудрясова. Смело лицо свое покажи и адрес. Ну, адрес, блядь, чё уж адрес, блядь. Ну, явно ваши дроны, блядь, до Парижа не долетят. Ебанашки. А если уж долетит, нахуй, ну, от Макрона тоже заскочит вам, нахуй, в жопу, нахуй, что-нибудь. Так, Гульнур Полякова. Я татарка, всю жизнь прожила на Донбассе, и скажу автору следующее. На Донбассе тоже начиналось вот с таких речей ширых украинцев на Майдане. Напомнить, чем закончилось. Вот ее надо скриншануть, нахуй. Оставить, нахуй. На память, нахуй. Майдановцам покажем мы. Майдановцы. Вот вам, майдановцы. Гульнур Полякова. Татарка, оказывается. Михаил, что за бред? Он что, под солями? Тут порой люди, да, сравнивают себя, меня, точнее, с собой, блядь, с собами, үзләре белән. Солями там пишет, алкаш пишет, блядь, үзләре шундыйлар бит инде, блядь, и пытаются сравнить всех под эту гребенку. Как они все говорят, ты же русский. Нет, я татарин. Ты же русский. Нет, я татарин. Так, Мариана. А что так казахи и другие представители азиатских стран так возбудились? Вам какое дело до Башкирии? Есть один невоспитанный мусульманин, что-то прокричал. Думаете, что таких много? Нет, их мало. И ваши хотелки никогда не исполнятся. Нихуя себе, да? Нихуя себе, блядь. Наши хотелки, оказывается, блядь, это. Что, Башкортостан, блядь, Татарстан, независимость, это наши хотелки, оказывается. А они нам не дадут сосю пососать, блядь. Потому что мы сосем член, блядь. Но сосю пососать не дадут. Ясно, ясно. Ну, надеюсь, блядь, после такого, блядь, наверное, Башкортостан должен проснуться, но он не может проснуться. Больно сильно засосало Башкортостана, блядь, в трясину, блядь, дерьма узкого мира. Александр Бабичев. Казахи, вы бы себя защитили. Какая от вас помощь? Глупости не говори. Я просто поражаюсь, блядь, нахуй. При чем тут казахи? Я не могу понять у этого долбоебов, блядь. Вроде у меня на канале написано Башкортостан Олга. Приписывают казахов. Может, еще кого-нибудь припишите, там, китайцев, африканцев припишите. Узкожопые, блядь, очнитесь нахуй. Мин, узбек, башкыр, татар, мин Башкортостандан.
Qozog'iston tugul. Но рано или поздно Казахстан, да, Башкортостан, да, будет, как говорится, без границ. Так что тогда мы будем дышать свободно. Так, ладно, нахуй. Бан его, блядь. Так. Вот другой пишет, короче, опять насчет Тураляр. Xo'ja oq suyaklardan toza avlod hisoblanadi. Oldinlari xo'jaga qizini uzatgan. Hozir aralashib ketdi. Окей. Ну, вот примерно нормальный человек вот нормально отвечает. Видите, нормально ответил. Лайк ставим. Я же нормально спросил. Eshon tariqat shayxlari. Xo'jalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasablariga bog'liq kishilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Ну, он где-то от Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni shayxni kitoblaridan olib yozyapti shekilli. Лайк ставим. Так, дальше идем. Рамиль Муратов. Поэтому вы на Украине умираете, что-то сходится? Поэтому вы на Украине умираете, что-то сходится? Тоже нихуя не понял, блядь. Охуеть. Ну да, я тоже от комментариев охуеваю. Дальше идем. Тоже это дерьмо какого-то Рамиль, блядь. Удалим нахуй. Так. Дальше пишем. Абдукахор Рашидов. Красиво написали, очень классно. Блин, умираю от смеха. Молодец, Джигит, привет из Ташкента. Лайк ставим, лайк. Ташкент, город хлебный. Так. Бахаджан. Лайк ставим. Мы с тобой родственники. Вали. Вали, окей. Ахмад Шаматов. Вы, башкиры, сначала избавьтесь от шовинистов, как Средняя Азия, потом будем вместе строить Туран. Ему отвечает Али Тилолевич. Причем тут Туран? Это же персидское название Туран. И Иран. Два родные братья. Воевали друг против друга. И тюркам никакого отношения не имеет. О! Хоть чувак нормально написал ответ, блядь. Насчет Турана тоже, в натуре, блядь. Нахуя нам Туран, блядь, если есть Равшан и Джамшут, блядь. Брат. Кытущу Булганана рад. Так, я его это оставил. Так, ладно. На раздумье оставим. Так, Москва ваша, говоришь, и Москва не их. Кульча, Москва ваша, говоришь, и Москва не их. Окей, лайк. Куриные москвичи это татары. Куриной. Абдували пишет. Куриной москвичи это татары. Куриной москвичи это татары. Блять, пиздец. Пиздец нахуй. Так, дальше пишем. Латиф Салахиддинов. Тура, Эшон, Ходжа, арабские названия, близкие наследие пророка Мухаммада. Они остались в Узбекистане с 679 года, как распространитель ислама со времен, когда арабы начали распространять ислама о Средней Азии. Ну вот сюда я добавлю, чтобы напомнить людям, кто тут сидит, 10 человек справа, 4 слева. Откуда я это вообще вытащил? Я же не, как говорится, не просто так придумал это. Скоро поедут родственники у меня в Коканд, иншаллах, в Коканд поедут. У нас есть книга, древо, вот это, как это, блин, безнатильда нәрсе. Короче, оғашинда деген нәрсе, предков. Ё-моё, забыл. Күрдігіз, ұмыттым уже сөзін. Короче, шул нәрсеге енді. Қарындашларымны тагini nima bilish uchun
Qo'qonga borish kerak ekan hozir. Потому что menim opa dadamni дядясimi, o'sha kimi, не знаю, короче говоря, Qo'qondan bo'lgan ekan. Mehmonga kelgan ekan 60 yil тому назад, прикиньте. Откуда я должен знать? 60 yil тому назад меня не было. И mehmonga kelgan. И shu mehmonda bo'lib ketishgan, o'shandan keyin ismlari ham qolgan. Ismlari ham bor. Ikkita kishi kelgan ekan u yerdan. Mehmon bo'lib ketishgan ekan. Bu yerga endi bizga kelgan, jiyanlariga kelganmi? Meni opa dadam jiyani bo'lganmi ularni? Qarindoshi bo'lganda endi. O'sha yerdan kelishgan. И вот, получается, тогда вот была старшая сестра моих meni dadamni, amakimni, hozir endi amakim dadam yo'q, katta opalari bo'lgan. O'shigina ko'rgan, потому что она была в том возрасте, когда она понимала. Ну, наверное, ей было тоже лет от 6 до 10, наверное, может, ей было. Там 10 лет, может, ей было. И вот она в своих воспоминаниях говорила, что оттуда приезжали две дяди, говорит. Ну, им явно ей не дядя будет даже. Дядя будет. Бабайлар. Бабайлар приезжали. И вот она была там маленькая, бегала там, наверное. И итог какой? И вот все. И коммунизм вам. И внутри этого коммунизма они и то приехали в то время, понимаете? И потом от этого разговора идет какой разговор? Я спросил, что у меня, оказывается, там есть предки. Как это узнать? Ну, явно же у этих, допустим, тураляр, явно остались вот как мы, дети. Вот их надо нам найти. Примерно вот, надеюсь, я донес людям, о чем была речь там. А они мне пишут, кто-то негатив пишет, кто-то позитив пишет, короче, кто-то мозги ебет, унижает кто-то меня, блядь, то, что я не знаю. Я не знаю, конечно. И мне от этого не стыдно. Нихуя не стыдно. И стыдно должно быть, знаете, кому? Я в наглую могу обвинить, блядь. Вот тем людям, нашим предкам, которые, блядь, вошли в этот коммунизм, которые проиграли ту войну, блядь, против, когда наших душманы орали они, когда воевали. Вот где наш косяк. А не у нас, блядь. Поэтому изменить это, вот сейчас я этот позор нашим детям и пытаюсь, чтобы потом не говорили, что біз 39 яшьликлар, блядь, не смогли снести этого Путина, блядь, и русский мир. Чтобы, как я, потом никто не говорил вот так нам, вспоминая нас, что один сбежал во Францию, другой сбежал в Америку, другой сбежал еще, блядь, в Литву, другой в Англии сидит, нахуй. Потом нам не говорили так, нахуй, наши предстоящие или будущие внуки, дети и так далее. Примерно, почему разговор идет у меня все в одном флаконе? Потому что манашу ішке кіріп, точнее, блядь, манашу ебаный нахуй, комментарийларга, призывы, блядь, не идти, мобилизоваться, блядь, и так далее. Я дошел до того момента, что, оказывается, я могу узнать своих предков. Представляете, вот и какие барган сары башыма нәрселер келді, мысльлер келді, понимаете? Это же не из пизды Кукуева берется, а вот идешь и осознаешь это, понимаете? Я созреваю, так скажем, блядь, на ваших глазах притом. И каждому советую, блядь, созреть, блядь. Так, дальше. Ха-ха, красавчик. Не заговаривайся, дружище. Иди нахуй. Так. И еще один пишет, блядь. Главное, с турецким флагом, блядь, у него, блядь, на аватарке. Тамал, блядь. Все будет хорошо. Хорошо. Не ругайтесь. Мы все одинаково в СССР. Представляете, вот такие долбоебы даже у меня тут есть, блядь. В СССР он, блядь, живет еще, блядь. Хуею, блядь, нахуй. Так. Шаукат какой-то мне псих написал.
на комментарий, что дроны для Пукинеза. У меня есть видос, 15 мая я снимал, 40 тысяч просмотров, и на него написал он мне психом. Башкортостан, хам Татарстан, давайте скидываться на дроны и запускаем по Кремлю, путинистам, шайтанам. Дроны для Пукинеза. И очень много было здесь смс-ок от людей, особенно украинцев. Они хотели донатить уже, чтобы мы пускали эти дроны. Но откуда пускать? Поэтому, чтобы это пускать, нам нужно Куандыкский коридор забрать. Потом только мы можем пускать. Хоть что пустим нахуй. Может даже ракету ебанем по Кремлю, блядь. Я лично нажму эту кнопку нахуй. Пизду, блядь. Дайте мне эту кнопку. Дайте мне эту кнопку, блядь. Можно даже ядерную. Мини маленьким зарядом. Bir kilo 2 kilo trotil bilan ядерный шундай бәрик нахуй шу Мәскәүгә, блядь. Давайте, а, туганлар. Скинемся, блядь, на ядерку, блядь. Вот на Москву. Я знаю 108 километров или, блядь, 109, уже не помню нахуй, ширина МКАДа, блядь. Вот на этот размер. Давайте рассчитаем, физики, геометры. Рассчитайте кусочек бомбочки на 108 километров диаметра Москвы. Ебанем, и пусть там огромная нахуй дыра там будет, блядь, сука, все провалится пиздям нахуй. Пизду, блядь, там. Явно уже, блядь, Путин нахуй не будет там жить, понимаете? Уже это идеально будет. Где-нибудь он будет нахуй у себя, блядь, в Барвихе нахуй. Так, дальше идем. Алибек пишет. Вот и русня разозлил всех, а ведь у русских нет и русской республики. Куда пойдете? Да, вот именно. Куда мы пойдем? Узкожопые, вы-то куда пойдете, гондоны, блядь? Все земли наши, блядь, наших республик, пидорасы. Когда еще они говорят еще такую хуйню, типа, а там же везде Башкирия окружена. Это были тоже, что-то я не помню эти комментарии. Башкирия окружена. Чем мы окружены? Мы ничем не окружены, блядь. Для долбоебов. Мы ничем не окружены. Вся территория возле нас это наша территория, блядь. Мы поделимся с Казахстаном, и мы ничем не окружены, блядь. У нас все дуртягабыз кибла, как у нас говорят. Дуртяган кибла. Біздің дуртягабыз кибла. Аллаға шүкір. Так. Салам туркоязычным братьям от казахов. Салям. Так, Александр Македонский какой-то. Ты за себя заговори, а не за весь Башкортостан и Татарстан. Кутагма епсан. Так, аминга крепет. Так, согласен. Турсун какой-то, лайк ставим. Руслан Рамазанов. Один неадекват грозит другому неадеквату наломанным. Ну, рассмешил, блядь. Нормально. Так, Али. Так, ты же русский стал, среди русских живешь. Каждый раз материться, узбеки такой, главаря такой, ты оскорбляла, не понял? У нас все хорошо, и президент хороший, и странно развивается, так что не надо матриться. Не матрица, здесь нет матрицы. Здесь только есть агент 007, блядь. Ну вот иногда порой, блядь, прикалываюсь, блядь, над узбеками, которые на русском пишут, ну, пытаются инде язырга рус тілінде язалар инде шулай. Матуриттері, блядь, анда пиздец инде. Сборник азбуки Морзе, блядь, нахуй. Оқып күлесі келе, блядь. Ну, не істесең инде өзімні өзбек қаным бит инде. Өзбектер шулай орыс тілін и то язган бит инде. Рахмет, язган бит. Ну, күлесі келе инде, конечно, блядь. Ну, скажу так, узбеклерге, блядь. Ну, языгыз узбек тілінде, орыс тілін білмесеңіз, нехуй позориться. Пишите, блядь, на узбекском. Мен Аллаға шүкір, сізнің узбек тілігізді мен білем яқшы. Яқшы гапырамын. Аллаға шүкір. Ну, я не знаю, сюда, блядь, лайк, не лайк, хз, блядь, оставлю так. И удалять жалко, блядь, такую смс-ку. Так, Бакат, 3 слова думал, только казахи говорят, а тут, оказывается, все говорят. Да, точно, блядь. Кутак башар, урслар. Так, вот смартком пишет, блядь, смартком. Вот этот смартком что-то меня тоже, блядь, удивил. Але абзы всех под одну гребенку не греби. Я тоже башкурт из Узбекистана. Я знаю практически все о своих родах.
пророда. Прородачка какие-то нахуй, я говорил, наверное. Хз, блядь. Так, понятно. Владимир Кундусов. Я сейчас напишу тебе, и меня заблокируют. Я бы тебе правда написал, кто ты. Я тебя тоже заблокирую. Вдруг нахуй тоже напишу что-то не то, блядь. Так. Так, здесь что там дальше? По сути, вот здесь интересно. Так. Коренные москвичи– это татары-основатели. Нет, там в основном предков наших винить не надо. Они их обманули просто, а историю уничтожил уже коммунизм. Ну, может быть и так, потому что я не историк. Им объяснили, что объединимся, будем сильными, а в итоге там захват власти был потом. Вот ты ответил, блин, всем этим долбоебам. Вот сейчас то же самое. Вот эти урыс-кутаклар бізге айталар, блядь. Зачем отделяться, как этот Яшкин Кут, я же до этого вам читал. Яшкин Кут, зачем отделяться, и вас захватят там, вас захватят еще гегемоны, хуемоны, еще кто-то, пота-пота-пота. Блядь. Я уже отвечать заебался. Вот поэтому хочется как-то на обозрение выйти, блядь. Они как мямли отвечают, вот эти Руслан Габасовы, блядь, эти Кашаповы, как этот Кутак Шайнилярина, блядь, нахуй. Это керек, Яшкин Кут, нахуй. Ты кто нахуй керек, блядь? Кутак сынығы, блядь, сен вообще кем, блядь? Башкирт, блядь, татарға дәріс береге. Кем сен, блядь? Обоснуй, пидор, блядь. А потом уже пусть он обосновывает гандон, что мы маломайзерные там, блядь, по-ихнему, что мы не можем, нахуй, блядь, что-то, блядь, сами сделать, нахуй. Только нам нужны эти лаптоебы, которые в лаптях гандоны что-то нам будут учить. Пидору Яшкин Куту напомнить надо, пидорас, твой дед в лаптях ходил, ты в лаптях к нам пришел, гандон, и что ты хочешь нам учить? Вот такой должен разговор быть, а не, блядь, мусолить, блядь, там, кызларка, блядь. Ой, сугышмагыз, кызлар, сугышмагыз, блядь, тырнақсына, блядь. Куилган тырнаклар сынып кита. Ай, блядь, шапалак туда, шапалак сюда. Это ебанизм полный, блядь. Это что за дичь, нахуй? Где мы живем, блядь, а? Я не могу понять, блядь, эти пидоры, которые воюют против ЛГБТ, сами как ЛГБТшники, нахуй, общаются между собой, блядь. Культурное обозрение, понимаешь? Какой нахуй манда культура был сын, когда ебут Башкортостан, Татарстан, народ умирает. Какая может быть тут культура, нахуй? Тут только сила, блядь, побеждает. Всегда, блядь, только сила. Здесь реально аульский, нахуй, силу надо показать. Все. Обезбашенность, нахуй. Только шунда она была на күтүпкө утыртып была, блядь. По-другому никак. Вспомните, как bizni башкортларны, татарларны сжигали. Не помните, что ли, в Башкортостанда целый аул сожгли? Надо вспоминать, блядь. Вам или что, напоминать, блядь, историки, суки, блядь. Где вы, гандоны? Сүлягіз нахуй, а то Руслан Айсин Сулейман-то кутак шайный, блядь, тоже. Кашапов-то, блядь, Габасов-то въебывается историк мандия, блядь. Ну, блядь, вытаскивайте на разговоры все эти грязные дела узкожопых, блядь. Такие дичи, нахуй, вытаскивать, что они делали с Башкортостаном, с Татарстаном, блядь. Голодомор и так далее. Они так просто. Да, они сделали, да, вот никто не стал, да. Нет, нахуй. Если ты, блядь, нахуй, воюешь, блядь, воюй, блядь, достойно, а не так шайнамаманда, нахуй. Амлятаги ухша, блядь. Так, ладно, дальше. Башкиры не признают ни славян, ни татар. Это часть башкир и есть националисты, особенно Баймак. У меня масса знакомых и друзей башкир, и они отличные люди. Пошел нахуй. Такое дерьмо тоже удаляем. Ольга Дорофеева. Мало выпил, что ли? Какую ерунду несешь? Вот бөтенісі, блядь, арақа білән помешанные люди, блядь. Хуею, блядь. Мен арақыға бір ғұмырда дус болмадым мен, нахуй. Яшлігімде по дурке, может, я что-то делал, нахуй, но, блядь, Аллаха шүкір. И то по праздникам, блядь. Я это даже не скрываю, нахуй. Так, Ромик Арсенян. Не дышите ядом люди друг на друга, а на провокаторов не обращайте внимания. Им за это платят враги человечества. Ой, блядь.
Арсенян, блядь. Хуйнянь, блядь. Няни, блядь. Няняни, блядь. Армяне сраные. Так, Сергей. О, еще один полупокер. Угу. Хуёкер, блядь. Калибро. Узбекский и башкирский язык настолько похожи на друг друга или автор узбек? Пиздец, блядь. Поражаюсь, блядь. Так. А что, личика не видно? Сергей Костырев, блядь. Так. О, так Курбонов. О, так Курбонов. За всех не говори. Пошел нахуй. Курбонов, блядь. Петр Иванов. А есть какой-то бизнес-план свободного Башкортостана? О, вот это меня убило, блядь. Я что-то вроде бы, блядь, уже читал такое, блядь. А есть какой-то бизнес-план свободного Башкортостана? Звучит как бред. Вообще, технически есть хоть одна возможность такого события? Кому вы хотите присягнуть? Туркам, французам, американцам? Смех, блядь, нахуй. Смех, блядь. Вот они до такой степени нас, блядь, за людей не считают, иканы. Они думают, что Москва только это мозг, а Башкортостан, это Татарстан, вообще нет мозгов там, блядь. Я хуею над людьми, блядь. Это как, блядь, наш народ, блядь, закозлился до такой степени, блядь, меня уже сүзім даю, блядь, да, нишкайтырга, блядь, что, блядь, нас так унижают, и мы, ае. Yok, блядь, мен әйе deyip отыра алмаймын, нахуй. Мен никогда бұларға әйе демеймін, нахуй. Твари, блядь. Бізді мысқыллыйлар да мысқыллыйлар. Ой, блядь. Назарбек. Правильно говоришь, брат, привет от казаха. Салям Қазақстанға. Тамдыбулақ. Алға башқұрт ағайындар. Алға. Так, Юрий Богданов. Не переживай, скоро вся Россия с Башкортостаном, в том числе и с тобой, перейдут к Средней Азии. Перейдут к Средней Азии. Еще нихуя не понял. Пошел нахуй, блок нахуй. Так. Свободу Башкортостану. Алмаз какой-то. Лайк. Сашаку. Сашаку. Спасибо. А что делать с башкирами в Воркуте? Ага, вопрос задают аудитория. Спасибо. А что делать с башкирами в Воркуте? Что делать с башкирами в Воркуте? Брать. Воркуту тоже брать. Воркуту тоже брать нахуй. Все забрать нахуй. И все. Спасибо. А что делать? Ага, понял, это я читал. Напишу я ему нахуй. Я ему не отвечал. Берем все. Напишу нахуй. Все подряд, блядь. Так, Казахстан и Узбекистан против войны. Что-то непонятный, блядь, ответ. Так, Наталья Балагура. На что жить будете без России? Блядь, вопрос этот, блядь, кто когда-нибудь задаст, блядь, этим москвичам-пидорасам, блядь? На что жить будет Москва, блядь, без Башкортостана с Татарстаном, блядь? Вы где-нибудь Москва, да, видели качки нефтяные? Видели где газ там, золото, алмазы где-нибудь видели, нет? Москва, да, блядь, я нигде не видел, кроме болота, там, блядь, болото, блядь. За Москву пойдешь, там болоты, в сторону Питера, пиздец, там болоты, блядь. Я был в Питере до Москвы, я охуел там, блядь, болото везде, блядь. Они нам задают, нахуй. В болоте будешь искать Наталья Балагура, как раз вот и болото, блядь, Наталья Болото. И ищи в болоте, нахуй, лягушек, будешь как французы жарить и жрать, нахуй. Мразь, блядь. Сука, блокируй нахуй ее. Ирина Мещерякова. Не хотите под русским, будьте под китайцами. Ой, блядь, ну я хуею, блядь. Народ, блядь, такой... Ой, блядь, китайцами пугает. Еще кем-то пугает. Ой, сука, блядь. Прометей пишет. Свободу Башкортостана и Татарстана. Долой мафиозный путинский режим. Да здравствуют тюркские народы. Олга. Тугры, брат. Лайк. Аслан Озов.
Угомонись и не неси чепуху. Мы все народы России должны быть вместе. По отдельности нас быстро демократизирует Америка и НАТО. Блядь, Аслан Озов, блядь. Аслан, блядь. Кутағымы епсан. Аминге кирпет. Так. Висерди Эстемиров. Ну чё, Бастрыкин, доигрался? Поздравляю, у вас получилось стравить народы РФ. Ну, окей, лайк поставим. Так, что тут? Да-да, это им таким промыли мозги, а поэтому они такие, ихние предки, отцы, и материал им с утра до вечера вот так и смеялись над нами. У них они камыши продавать будут, точно нахуй, и рыбачить в болоте, блядь. Как раз из камышов будут делать удочки и рыбашить. Ебашить. В лаптях, блядь. Точнее, лапти будут из камышей они делать. Молодец, так, окей, молодец. А кулаком, да. Так, Бахтияров, лайк. Бахтияр. Musulmon bauırlar biz birgemiz yaşasın Türkiye. Лайк. Варис Закиров. Эй, ты чё травлей занимаешься? Варис Закиров. Травлей занимаюсь? Пятак шайнамамында yarar mı? Вы что, озверели, что ли? Мы едины. Кутагман тот, блядь. Варис, блядь. Варис Закиров. Не, блядь, не позорь фамилию нахуй. Дамира Арабчикеева. Алга, Башкортостан, Татарстан. Машаллах. Алга. Даже хатындар яза алга, Башкортостан, Татарстан. Егетлер юк, блядь, кутагымда. Бір егеттен күргенім юк. Алга, Башкортостан деген, блядь. Только реально Казахстан гына бар. Алга, смерть руссо-фашист не. Долой колониальную жизнь, пидорасии. Да здравствуют независимые страны Урала и Сибири. Алга. Алга. Килишем. Сначала перестань матюкаться. Да пошли вы нахрен. Так, Антон Меделяев. С выражениями поаккуратнее. Россия многонациональное государство. И жить надо дружно. Не нужно разжигать межнациональный конфликт. Иди нахрен, блядь, Антон, блядь. Гандон, блядь. Так, Султан Сатаев. Интересно посмотреть, как вы все жили отдельно от России. Языком трепать, ни камни ворочить. Управлять государством и экономически развиваться в наше время отдельно, выйдя из состава какого-либо государства, не получится. Это дорога, а никуда. Султан Сатаев. Кутагама епсан. Султанчик. Тварь ебучая. Манкурт, блядь, какой-то. Койшеш. Койшеш, что такое койшеш? Что-то я не понял. Абаджан Какабаев написал койшеш. Узурпатор, базаришь, бро. Тоже нихуя не понял, ладно. Просто, блядь, их удалим. Просто удалим без блока, хуй с ним. Чтобы понять, блядь, со второго, может, напишут что-нибудь. Так, Светлана Кубау. Очень сильно сказано. Действительно, нет уважения к коренным народам. Не раз сама была свидетелем. Ну, блядь. Лайк поставим. Раис какой-то. Вокадр. Раис. Раис это, блядь, гандон был один тоже, борода. Раис был, блядь, из ватсапа, блядь, этого кашапчиков, блядь. Всякого он, блядь. Удалил нахуй, блоканул, блядь. Враги народа. Так, Рамиль Ямалеев. После войны вернуться и скажет, что мы победили или мы тут не при делах. Это про узкожопых, отвечает он. Ну, пока оставим на рассмотрение. Дима Узбек. Когда люди научатся уважать друг друга. Так, Феликс. Все это внутренняя политика Путина и ведет страну к развалу и хаосу. Так, Кавказ. Ну да, татары в Казань, русские в Рязань. Известный лозунг. Тоже непонятно. Килясен китасен расстраивает итасен. Понятно. Класс.
Марк пишет какой-то. Ну, если только в Монголии и обратно с Ордой лет на 300, пока не предадим друг друга и не развалим, как это было. А, ну я уже читал об этом. Короче, понятно. Комментарии более-менее очистили уже наконец-то, блядь. Все, короче, туганлар. Надеюсь, блядь, уже здесь накидали, блядь, 15 минут назад. Уже не в этих ебаных. Нормально или нет? Дима пишет. Бедный блогеров, не зная, чем заработать, на хлеб решил поднять националистическую тему. Приедет в Россию и будет как мышь. Приеду и выступали на Красной площади Пидореныш. Ты, Пидореныш, видать, не учился, ты находишься в Российской империи и не обобщай, Пидореныш, именно тебя, именно таких нацистов. Понятно. Уебок. Откуда-то откапывают нахуй мои старые видосы, на него что-то пишут, блядь. Пиздец, нахуй, блядь, YouTube, блядь, как гоняет их, блядь. Интересно, блядь. Но я ничего не могу им отвечать, вроде бы, я как понял. Или могу я отвечать им? Вроде отвечать могу. Но ничего не могу грузить и в этот не могу выходить. Блядь. Как это, трансляцию не могу делать. Прямой эфир не могу делать. Забанили, короче говоря. Забанили меня. Так, ну все, короче. По комментариям я прошелся, время 2 ночи. Было удобно сегодня, да, или вообще, блядь? С телефонами. Ну, короче, еще что тут? Последние новости какие-то еще накидали тут. Насчет Йошкар-Олы. Йошкар-Ола. О, информация о временном отключении электрической энергии Йошкар-Ола. Нихуя в Йошке, блядь. Мариэль Йошка. О, блядь, пиздец. Йошкар-Ола в 14 раз за этот год погружается в блэкаут. Пресс-служба АО Йошкар-Олинская ТЭЦ 1 и мэрия города, блядь, сука, Мария, думаю. Мэрия города вновь сообщает, что ремонтируемая с апреля электростанция снова нуждается в ремонте, поэтому электричество отключат части населения Марийской столицы. Ого, пизда нахуй. На всякий хотын, блядь, икенчи хотын шундан бит, блядь, анда, наверное, ол, блядь. Хоть так баш, блядь. Кил дегенде килмеді, блядь. С конца апреля и по сентябрь даже года электричество отключали по меньшей мере 13 раз на разные периоды времени, аргументируя свои действия подготовкой к зиме. Начиная с августа отключения стали происходить чаще. Причиной регулярных отключений ключевые узлы станции находятся в очень изношенном состоянии, а средств на их полноценную замену новым оборудованием нет, только на ремонт. Пока на Йошкар-Олу денег нет. Москва обещает построить АЭС в Казахстане и Монголии. Не с целью какой-либо прямой финансовой выгоды, а чтобы сохранить свое влияние на этих странах и влиять на их государственную политику. В дальнейшем, кроме того, наличие своих АЭС поможет наводить эти страны шпионами под видом рабочих, которые будут иметь доступ к закрытым объектам на территории АЭС, а также прибудут их семьи. И монгольские и казахские активисты неоднократно выходили на митинги против такой дружбы с Россией. Однако все митинги были разогнаны. Сегодня в Казахстане проходил референдум о возможности строительства АЭС. Эту АЭС уже называют подарком Путину, ведь результаты референдума будут известны к 7 ноября, дню его рождения. Мариэль. Пиздец нахуй, пиздец, пиздец. Сыгалип котсон нахуй. Как говорится, Мариэль, блядь. Без света, блядь. Будут знать нахуй, воевать нахуй за этот Путина или против Украины идти. Будут знать нахуй. Живут нахуй впроголодь нахуй. В избушках на курьих ножках. И еще, блядь,
выебываются нахуй против Европы и Америки, блядь. Вы, пидорасы, нахуй, сперва смотрите, нахуй, вот если вы не верите, гандоны, нахуй, на мои видосы смотрите, где я нахожусь, как тут люди живут. Даже вот дом напротив, вот здесь, да, ведь дом, блядь, явно столетний, нахуй, может он быть. Из кирпича сделанный, блядь. Не наши деревянные избушки на курьих ножках, которым, блядь, по 100 лет, нахуй, которые, блядь, уже, блядь, пнешь, развалится бревно это, блядь, гнилое, блядь. И в таких избушках живут, нахуй. Аулларда, блядь, суюк, аулларда газ юк, блядь. Я охуеваю над этим, блядь. И вы будете еще что-то пиздеть, блядь, против Европы и Америки, блядь. А вы, гандоны, создайте, нахуй, условия, блядь. Не говоря, что, блядь, Индонезия, блядь, как выросла нахрен. А вы, суки, нахуй, такое здание только в Москве построили. И то, блядь, Москва-Сити, кусочек этого дерьма, блядь, который нужно взорвать, блядь, рано или поздно. Прям все нахуй Москву-Сити надо взорвать, блядь. А в других мирах, так скажем, блядь, странах, блядь, люди, блядь, строятся, живут, блядь, а безда Башкортостанда нахуй. Куттак башлар даже не могут один мечеть построить до конца, до ума довести. А где эти нахуй псевдо-мусульмане, гандоны, которые, блядь, выебываются еще мне, что тут, блядь, говорят нахуй. Не матерись, туда-сюда, блядь, нахуй. Сіз күттігізні қошлап жүргенше нахуй. Біз мында нахуй пытаемся, блядь, народ поднять, а вы, твари, нахуй, живете там внутри, блядь, ходите, хуй поймешь, какую мечеть, блядь, моросье, блядь, и еще, блядь, не строите Аль-Рахим, блядь, и не содействуй в этом, если там выебистые мусульмане, блядь. После этого, что вам еще что-то предъявлять? Мне, блядь? Пиздец, блядь. Поэтому, нахуй, һәрбір кеше үзіні күтін тазалап йөресен, блядь. Үзіні күтіне жауап беруге үренсін, блядь. Кутақ шайнамастан. Аңладыңызмы, блядь? Если кутак шайнарга болсагыз, нахуй, шығып, нахуй, блядь, нахуй, выполняйте те дела, которые, нахуй, республикада, нахуй, не сделаны, нахуй. Вот, шығып, нахуй, разъебывайте Хабирова, разъебывайте на Бадранова, нахуй, стройте мечети везде, вот эти всякие синагоги, нахуй, церква, нахуй, сносите, взрывайте, нахуй, хоть что делайте, нахуй. Иш күрсәтегез, нахуй, кулыгыздан килсә. А так кутак шайнап йөрмәгез, нахуй, кутак иш килмәсә кулыгыздан. А если вы не можете, блядь, и есть у вас деньги, нахуй, то скидывайтесь, нахуй, в наше будущее, блядь, чтобы разъебать, нахуй, Москву. Все. Вот примерно вот так должен думать каждый башкирт и татар. По-другому никак. А как крыса, нахуй, подобие Бадранова, Бергалина, нахуй, пиздить бабло, блядь, с государства, нахуй, любой дурак умеет, блядь. А заработать вы, ташагастылары, блядь, палец об палец ударить вы не умеете, нахуй. Вы привыкли, нахуй, сосать. И будете сосать до смерти, блядь, пока мы вас, нахуй, не кастрируем, пидорасов. Это относится всем, нахуй, по сути, блядь. Во всех регионах то же самое, блядь. Начиная, блядь, горизонтально, перпендикулярно с Якутии до Грозного, блядь. Все в одном флаконе вы, все, блядь. Bir-biringizdan o'tmagansiz. Kamda tugilsiz, ko'pda tugilsiz. Одинаковое дерьмо. Просто кто-то больше пиздит, кто-то меньше пиздит. А так все коррупционеры. Ничего результативного нету. Но как раз таки, да, кто-то больше пиздит, тут добавлю. Чечня, да? Грозный, да. Огромная мечеть, которые приезжали, нақш делали узбеки. А нәрсеге біздің Башқұртстанда шундай мәчет yok. Я не могу понять. Казанда даже ақ мәчет бар. Булгар. Кстати, вот этих пидорасов, булгаров. А нәрсеге Башқұртстанда шундай мәчет yok. Зур мәчет. Чтоб туда могли влазить вот эти ваши нелюбимые нелегалы. На улице, чтобы не читали намаз. Если вы невъебенные мусульмане. Выполняйте нахуй. Ташагастылары, блядь. Духың болмаса нахуй. Кутак шайнап йөрмәгез.
Так. Что-нибудь еще надо попиздеть. Информацию какого-нибудь с какого-нибудь канала, блин, почитаем сейчас. Может, я что-то упустил, блядь. Так. Вот интересно, что-то откопал. Но что-то это про Узбекистан. Стало известно, сколько русских проживает в Узбекистане. По данным портала Maps Interlude, больше всего русских среди стран ЦА проживает в Казахстане. 3 миллиона человек. В Узбекистане их почти в 5 раз меньше, 640 тысяч человек. Стоит отметить, что согласно официальным данным, в 2021 году в Узбекистане проживает 720 тысяч русских. Понятно, блин. Тоже что-то про татар. Так, все спускается из Кремля. Сталин ко всему приготовился заранее, убивая всех татарских историков, включая школьных учителей по всему СССР в 1930-40-х годах и другую татарскую интеллигенцию. Историю татар запретили, как только крымских татар выселили 18-20 мая 1944. И вот, чтобы переписать историю, Сталин послал ревизоров в Казань, чтобы найти какой-то компромат, и его находят, месяц даже не прошло. И вот 9 августа выходит в 1944 году вышло печально известное постановление о состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в татарской партийной организации. За ошибки националистического характера критиковались работы историков и литературоведов. Среди обвинений антинаучная характеристика Золотой Орды, как родины татарского народа, неправильная оценка ханско-феодального эпоса об Идыгее и односторонняя оценка присоединения Казани к Москве, как захвата и т.д. Остракизму были подвергнуты пьесы Жирен Чищен, Алчын Чеч, Чурт Загитов. Из учебных программ вузов и школ изъяли упоминание об эпосе Идыгей и Золотой Орде. Августовское постановление ЦК ВКПБ имело далеко идущие последствия для татарской национальной культуры. Утвердилась идея, что история и культура татар не имеют ничего общего с улусом Джуши, а Дастан-Идыгей, псевдонародный эпос, теория булгарского происхождения татарского народа, на долгие стала и доминирующей в исторической науке. И потом еще одно секретное постановление октября 44 постановление татарского обкома ВКП от 6 октября 44 года об ошибках и недостатках в работе Татарского научно-исследовательского института языка, литературы и истории запретили указывать историю татарского народа Золотой Орды 3. Золотой Орды. Так, третье. Обосновать решили на научной сессии о происхождении казанских татар 25-26 апреля 1946 года, проведенной отделением истории философской АН СССР и казанским филиалом АН СССР. Выступившие историки, археологи, тюркологи и антропологи единогласно предложили впредь считать современных татар потомками волжских булгар, а Золотую Орду рассматривали как чисто внешнее явление в этнической истории татарского народа. Это было не научное, а чисто политическое решение. Во! Нихуя я ответ нашел, блядь, этому булгару-пидорасу. Видите, блядь? Блядь,
Татар, потом Волжской Булгар, а Золотой Орду она как чисто внешнее явление, внешняя история. Блядь, они, вот эти гандоны, блядь, создали Булгар, блядь, нахуй. А этот гандон Булгар мне втирает, что татар не было. Нихуя себе, блядь, нахуй. Вот как нас, блядь, пудрят, нахуй, нам мозги, блядь. Булгар, нахуй, блядь, создали, а не татар, блядь. А там, говорят, татар создали. От Кутаглара, блядь. Заебали вы, блядь, суки. Это было не научное, а чисто политическое решение. Выступление академика Тихомирова о невозможности оторвать историю татарского народа от Золотой Орды и член-корреспондента СССР Малого о признании наука прямыми потомками волжских булгар только чуваши не были приняты во внимание. Высели татар из Крыма и окрестных областей требовал Рузвельт как условие открытия Второго фронта. Они с начала 20-х хотели создать еврейскую республику, а татары были против и отворачивали назад эшелоны евреев. Вели Ибраимов и бывший секретарь Крымского общества содействия переселению и расселению татар Мустафа Абдулла были приговорены к высшей мере наказания. Еще 9 подсудимых получили тюремные сроки, 1 условный срок, 3 оправданы. В ночь на 9 мая 2022 года Ибраим и Мустафа Абдулла, приговоренные в выездной сессии Верховного суда РСФ к смертной казни, были расстреляны. Запрет и сегодня действует. Мана. Эциккенлер, блядь. Видите как? Закину-ка себе в телегу, блядь. Пусть народ почитает. Мана Курдыгес? Курдыгес ничек нам пудрят мозги, блядь. Меня утас тугыз яш, блядь. Мен койдан блям нахуй, что было там, блядь. Где нам читать правду, блядь? Пиздеж, блядь. Весь коммунизм нам прожужжал голову, нахуй. Промыл мозги нам, нашим, блядь, бабушкам, дедушкам, нахуй. Затрахал всех, блядь. Блядь, сука. На одном дыхании прочел, блядь. Так. Вот это тоже еще добавить хотел, как раз напомнили. Никаких анклавов. Госдума рассмотрит запрет на воссоединение семей мигрантов. Короче говоря, они взяли такой пример, подобие, блядь, как в Европе беженство, но только не беженство, этот, ага, было прикольно, ну да. Подобие беженства, но только не беженство. Получается, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан Россияга эшләргә килгәндә, хатын балагызны, әшкәлдәшкәлегезне күтәреп килмисез. Только сами будете приезжать в рабство. Сами вот приехали, отпахали, отсосали и пиздовали нахуй домой. Примерно вот такая тема будет вас ждать. Подобие Европы. Европу тоже семьями, по сути, нельзя просто так пиздовать. Если у тебя есть виза рабочая, ты можешь приехать и поработать и упиздить. А так, только вот так. Кутак суырғағына келесіз и қойтып кетесіз, блядь. Мына больше юқ вам лафы нахуй. Хатын бала чағаңны үйде қалдырған. Нехуй привозить. Деп сізге мына лидер либерального демократической партии России Леонид Слуцкий и другие депутаты вынесли в Госдуму законопроект, ограничивающий права трудовых мигрантов, не имеющих гражданства. Закон запрещает привозить им свои семьи в Россию. РИА Новости. Так что вот так. Аңлашылдымы? Мен сізге өзіңіздің тіліңізді yoqshittырып шайнап түкірдім. Давайте. Вам размышлять дальше. Ақыллысыз бит, блядь. Мен бит тупой. Так. В Москве бывшим мигрантам массово раздали повестки в военкомат. Военные следователи, представители УВД по Восточному административному округу Москвы провели миграционный рейд, по итогам которого десяткам иностранцев, недавно получившим гражданство России, вручили повестки в военкомат для постановки на учет. Коммерсант. По данным издания, рейды проводились на автовокзале рядом с метро Шелковская, овощебаза и в хостелах в Восточном округе. Ну вот видите. На щелчке вас, блядь, ебли сегодня. Щелчком одним только. Трахнули во все щели. А вы молчите и молча терпите.
А sizga men aytib yotaman, блядь, Yevropaga kelingіз deyam. Kishicha aytaman men sizga, блядь, Yevropaga kelingіз. Yo'q, siz ong'ira baran kabi, блядь, shunda borasiz, блядь, как это, блядь, быки идут на красные, и вы идете на красные, на площадь, ёб твою мать, лар. Когда у вас, блядь, уже мозги, блядь, появятся, блядь. Блядь, какой-то сайт зашел, сука. Одна, блядь, 8 подписчиков у него, нахуй. И одна, блядь, сука, нахуй. Только про Азию, блядь. Российский чиновник, блядь, иностранцам массово записывается на войну. Граждане Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Египта в массовом порядке записываются в российские войска, чтобы воевать на Украине, утверждает Андрей Кочелягин, начальник отдела по первичному воинскому учету в Югорске. Он отметил, что в Югре один из самых высоких выплат за подписание контракта и завербовавшийся на войну получает 1,8 миллион рублей. И потом за каждый год службы еще 900 тысяч дополнительно. По ее словам, иностранцы, подписывающие контракт с Министерством обороны, в течение 3-6 месяцев получают российское гражданство. Охуеть, охуеть. Это тоже закидываю в свой каналчик. У него все равно 8 людей, блядь. Тотарвар, блядь. У него канал Тотарвар, блядь. Тотарвар, блядь. Что за Тотарвар, блядь? Пиздец, я, бля, хуею над ним, блядь. Вот он, блядь. Охуеть. Азиатские державы. Оттуда взято. Почти 3000 этнических казахов погибло на войне России с Украиной. Волонтеры составляют список. Астраханские казахи. Еще, блядь, фотка с орбитали. Пиздец. Мам, не горюй, блядь. В Украине погибли 3000 казахов. На украинской войне погибло около 3000 этнических казахов, как завоевавшихся в российской армии добровольно, так и мобилизованных придает Орда со ссылкой на волонтеров, которые собирают эту информацию. В сентябре волонтеры сообщили о гибели еще 3 казахов в российской армии. Одному было 46, двоим другим по 19 лет. Ой, блядь, кутак барма. Если сопоставить эти данные с общей численной потерей российской армии, составленной разными исследованиями, так как Минобороны РФ не дает таких сведений, что получится, что на долю этнических казахов приходится 4% от общего числа погибших, что намного больше, чем доля этого народа от населения России. Мына көрдіңіз? Мына. Біздің халықлар қырыла, сіз оңнамайсыз, блядь. Мен оңнамаймын, блядь. Уф. Пиздец, нахуй. Кстати, это тоже закину себе. Группу. Пиздец, блядь. Ужас. Вернувшийся из Украины вагнеровец избил жительницу Новосибирска до комы и послал видео ее родственникам. В районе, даже видео тут есть, блядь, но не показывает. В районе 5 часов вечера мама купила продукты и пошла в гости к кому-то. Ближе к позднему вечеру не смогли до нее дозвониться. Примерно в час ночи нам прислали видео, как он ее избивает. Он, бывший заключенный, сидел за убийство, зарезал женщину, с лагеря подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на СВО, рассказал сын пострадавший. После избиения бывший наемник вытащил пострадавшего на улицу и оставил на асфальте. Сейчас женщина реанимация в крайне тяжелом состоянии. На последней стадии комы. В отношении героя возбуждено уголовное дело. Сейчас он снова подпишет контракт и поедет в Украину нести русский мир. Охуенная война, блядь. Охуенная. Просто я поражаюсь, блядь. В Молдове заблокировали Рутубе, Яндекс и Дзен по требованию службы безопасности страны. Молодцы. Молодцы, так и надо. Нихуя тут, блядь. Во, что еще наржу, блядь. Стихотворение, которое преподаватель заставлял читать студентку. Кстати, это тоже я закинул себе, блядь. Нихуя он вытаскивает тут. Стихотворение, которое студенту заставили читать. Давайте я тоже прочитаю. Ты хочешь доказывать миру свою правоверность?
Ты думаешь, что без хиджаба ты как без трусов? Нет, девочка, это не наша моральная ценность. А я ведь за ценности, знаешь, бороться готов. Своим мусульманством на людях кичиться не стоит. У нас так не принято. Ты уж хозяев уваж, хозяев уваж. Нихуя себе. Религия для человека, конечно, святое, но целая форма одежды – опасная блажь. Свою принадлежность к религии наш соплеменник пиарить считает скромным, сама погляди. По форме у нас одеваться только священник, а все остальные свой крестик хранят на груди. Не нужно мне пафосно петь про закон шариата. Я вижу, как гордо в хиджабе торчит голова, ведь ты уже гуляешь одна без отца и без брата, и ты же мне по-европейски качаешь права. Вот дома ты можешь носить полицейскую форму, прозрачный трусик и медицинский халат, и шлем крестоносца, и рясу, и прочий перформанс, а здесь не устраивай религиозный парад. Но хочешь, надень неприметный кулон или брошку, как ходит Абрам со своей иудейской звездой. Пойми только, кажется, будто бы все понарошку, а кончится запросто может реальной бедой. От розни в одежде к конфликтам дорожка прямая. По этой дорожке, возможно, дойдем и до драм. Ах, ты далека от политики, я понимаю. Так просто прими, что в России хиджабы харам. Охуеть. Ишеттегизме? Башкортостан, Татарстан мусульманлары, Чечня, Дагестан. Ишеттегизме? Оказывается, в России хиджаб харам. Охуеть, да? Охуеть. Безнең хатыннарны ыштансыз калдырырга уйлыйлар. Хиджабсыз калдырырга уйлыйлар. Про трусы и всякую хуйню пишут тут, блядь. Пиздец, блядь. А мы молчим. Ну, скоро бит инде хиджабны салгач хатыннарыбызны сегә башлыйлар. Или уже сегәләр. Шуны да карап торырбыз микән? Шуны да мы будем терпеть, как вы думаете? Которые кричат, блядь, против ЛГБТ, моральный дух и так далее. И вот эта мразота узкожопая нам будет учить, как нам ходить, как одеваться мусульманам. И мы должны противоречить Корану. Астафируллах. Я шунарга айтам. Еще раз. Башкортстандағы, Татарстандағы халыққа айтам. Күтәрелегез, блядьләр. Заебали куркап утырырга вы, блядь, заебали. Бөтен башкортны, блядь, сука, ире урыс, блядь. Татарларны ире урыс, блядь. Качанга хәтле шулай була? Это, оказывается, было от той серии, блядь, сверху. Это тоже надо закинуть. Хиджаб обмана. Чем закончился экзамен для студентки-мусульманки в Ивановском? В России весь последний месяц идет обсуждение вопроса ношения никаба из-за предложения чиновника запретить его в России. За это. Вот оно откуда вышло. А мы даже не знаем. Поэтому, как бы говорится, Башкортостаном, Татарстаном хотя бы вы как-то информацию скидываете в мой телеграм-канал. Я не знаю, как-то хотя бы такие движения делайте, пассивные, блядь, помощники нам, бетеглеры. Ага. Блядь, тут же вот все ответы нам, блядь, есть тут. Нихуя, блядь, чувак тут какой-то конкретно сидит. Короче, про того гондона Крашенникова, который, блядь, против Алпаута возникал, блядь. Прочитаем про него. Информацию откопал. Крашенникову было предложено приступить к разработке материала по исследованию Камчатки. Ему была передана рукопись Стеллера, который, возвращаясь в Петербург из экспедиции Беринга, умер в Тюмени в 1745 году. Крашенников входил в группу ведущих ученых Академии наук, разделивших взгляды Ломоносова на ее задачи и поспособствовавших созданию русской национальной науки и культуры. В 1749 году он был избран в состав комиссии по рассмотрению скандальной знаменитой диссертации академика Миллера 1700
пятом, 1783 этот гондон какой-то умер, о начале и происхождении имени российского народа. В ходе работы комиссии Степан Петрович вместе с Ломоносовым, Тредиаковским и Поповым активно выступал против теории о нордическом происхождении названия русского государства. Нордическом. Крашенников в Сибири неупаковленные материалы. Крашенников описание земли Камчатки в двух томах. Ингерманландия. Крашенников 1711, Москва 1755, который написал описание земли Камчатки, который привел сведения о природе, народах, истории колонизации. Ингерманландия. Интересно, интересно. Примерно я понял одно, что этот гондон какой-то был, блядь, ученый, блядь, какую-то пургу написал там и, короче говоря, суть нацист, короче. И пытается, нахуй, русский свой мир, нахуй, протолкать сейчас нам всем, блядь. Так. Ну, что-то у него тут до хрена, блядь. Ну тут вот татары. Про татар Узбекистана. Ну-ка, давайте-ка для истории прочитаем. В европейской части города на территории театра имени Алишера Наваи когда-то стояла татарская соборная мечеть. Вот заебали они называть его соборной мечетью, блядь. Какая нахуй соборная, блядь? В 1930-е годы она была разрушена, но в свое время здесь находились торговые лавки, доходы от которых шли на поддержание мечети. Здесь же была построена школа, работала татарская община. При мечети велись метрические книги, в которых записывались даты рождения детей, заключения браков и причины смерти жителей. Татары в Узбекистане. Откуда они появились и как повлияли на историю страны? Татары крепко связали свою жизнь с Узбекистаном еще несколько веков назад. Найти общий знаменатель татарам и узбекам удалось почти сразу. Ну, там дальше, наверное, надо читать. Понятно, короче. Из какого-то узбекского канала взят. Борьба за национальную идентичность – это борьба за свои политические права, за равноправие, за историческую справедливость, выход из нынешней ситуации, поощрение и развитие более открытых форм национальной идентичности и модели гражданских и национальных прав народов, независимо от их численного количества. Примерно так. Короче, до хрена тут инфы. Понятно, короче. Ну, короче, туғандар сағат 2. Наверное, уже будем закругляться. Ұйқыларға керек. 3,5 часа я с вами провел. Вроде прочитал все, то, что можно было прочитать. Ну что айтам енді. Бізге Башқұртстаннан, Татарстаннан кішілеріні шығарға керек нәрсе болса да. Если в дальнейшем кто услышит мои призывы, пишите, соединимся, присоединимся. А то, как сегодня один писал мне, блин, что я там получил, не получил, как этот ментяра допросом у меня берет, блядь. И как бы мы пробили его, ну поняли, что это мент, блядь. Ну я его как бы нахуй послал сразу. Как говорится, вот так вот. Поэтому, как говорится, Киле Турган Кеше, который хочет бороться за Башкортостан и Татарстаном, он мозгоебством не занимается. Он просто выходит, как говорится, и приезжает в Европу. И все. Казахстанда, Узбекистанда, Кыргызстанда, Таджикистанда вам покоя не дадут. У них власть нехорошая, поэтому смысла нет там задерживаться. Надо ехать в Европу и, как говорится, собираться здесь нам. Другого варианта нету. Или космос бараза нахуй. Оттуда свяжетесь со мной.
Вот так вот. Короче, шундыхаль. Ну, вроде бы больно таких глобальных новостей нету. Чтобы еще что-нибудь вам вкинуть. Будем округляться. Тыныштык, рахмат. Слева бір кіші, справа 9 кіші утра. Исән сау. Вот так вот. Мынанда бір култакбаш язган, блядь. Со своими хиджабами езжайте в Афганистан, вам там понравится. И свобода слова там, если относится к вам, там будет подобающе. Не ссы, батя, блядь. Мы до Москвы доедем, выебем вас всех, нахуй. Раком поставим, гондоны. Дань нам будете платить еще. Пидоры, блядь. Узкожопые. А мы в Башкортостане, в Татарстане, мы на своей земле живем, если что. Афганистан нам ни при чем. И на этой теме мы заканчиваем. Хуи ложили на узкожопах и будем ложить. Олга Башкортостан, Олга Татарстан. Урысларны сігерге, только сігерге бұларны нахуй. Давайте, юғалмағыз.